старейшины это подтвердили. Вот эти разговоры, и которые ведутся целенаправленно некоторыми нарнийцами, они пустые. Пустые, а все подводится, говорят, что была ли это или не была Башлам. Вот это была афера века, это надо так подло поступить по пути. Поэтому как раз-таки в подтверждение и как раз-таки единство нашего народа, вот для чего как раз-таки проводятся вот эти мероприятия. Показать, что мы неделимы и не собираемся делиться. Башлам, это наши районы под шумок. Сделали карту, на которых эта территория перешла к ним просто. Нет, они не карту сделали, они документы подготовили. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Они подготовили документы, отправили в федеральный центр, все потихонечку взяли. Ну, уже тоже видно, мы же сотни раз показывали карты, где даже при въезде в магаз на карте вот этого куска нету. Да и нету, ни на одной карте их нету, это уже позже, которые были сделаны, кусочки примазали и все. Поэтому... Ну, попытались. Попытались они, конечно, сделать, но ложь была обречена. Ложь была обречена, конечно. 1 на 1 Бахковой. Честно скажу, многие вопросы, которые могли даже возникнуть, которые говорили раньше, что там никто не делает съезды астхоевцев в Чеченской Республике. Все было настолько четко, настолько вот высказывание каждого из них показало, что мы единый народ, иншаллах. И это самое главное. Главное сейчас не допустить того, чтобы оскорбляли наших старейшин, наших уастхой. Они высказали свое мнение. Они сказали, кем они являются. И это самое важное. Поэтому самое главное, что мы должны знать, Ауховский уастхой, Нохчи, Чуашбол уастхой. Все как один приехали навстречу, высказали свое мнение, обсудилась тема, в котором конкретно было указано, что будут реконструкции, даже многих башни будут реконструироваться, дороги восстанавливаться, все, что нужно было этому району, все, что настолько значимо было этому району, это обсудилось. Мы один единый народ. Не позволяйте вот этим разговорам, болтунам, балаболам, нарнийцам рассказывать о том, что это было не так, что они имели право. Это земля их предков. Они жители нашей республики, полноценные жители. Они часть нашего народа. И они высказали Шатойские Арстхуай, Ауховские Арстхуай, Серноводские Арстхуай четко высказали свое мнение. С каждого селения представители этого народа были. И это самое важное. И это самое важное. Алло, потому что они представители другого региона. Они представители другого региона. Мы не имеем права, допустим, мы не тратим финансовые затраты, мы не переезжаем там, не знаю, Малгобекский, Карабулакский район, мы там дороги не строим, инфраструктуру не восстанавливаем,
исторические объекты не восстанавливаем. Все это мы же не делаем. Мы это делаем только на своей территории. Они поехали к руководителю оперативного штаба. И все абсолютно верно. Правильно было все сделано. А ауховцы, мы знаем, это часть нашего народа. Ауха – это часть нашего народа. И они, настолько четко он высказался, настолько четко они это все сказали. Ведь речь шла не только об воровстве. Заметьте, как выступление Мухаммада было. Он сказал: ни воровство, ни эхи, ни мелхи наш народ не делим. Мы одно единое целое. Мы одно целое. Все. На нашей территории проживает 80% всех эхи. На нашей территории проживает от 50 до 60% уарстхуай. На нашей территории точно так же проживает до 70% мелхи. Это часть нашего народа. Эти земли всегда были в составе Нохчичуя. Во всех войнах, во всех исторических событиях от нас неотделимо были и Мелхи, и Уарстхуа, и Чеберва, и Нохчмахуа. Мы все живем одним единым целым. У нас один язык, у нас одна культура. Мы неделимы. И чем больше мы, наши старейшины, будут заявлять об этом, тем больше вокруг будут поднимать это желание и чаяние этих людей. Дальше будет намного круче, иншаллах. Снова же, я представитель тайпа Эршбатой. Мои предки Эршбатой. Я туда не поеду жить. Там будут жить уарства. Галай, Мержуай, Циечуай, остальные, Уанблай, кто у нас там проживает. Всегда были и есть. Самое важное, что Мамон сказал, каждый год объекты исторического наследия восстанавливаются. Несмотря на то, что редко даже, если арстхоевцы могли выезжать туда на субботники, каждый день на протяжении этой пандемии, на протяжении всего этого времени, ни зима, ни лето, ни осень, ни весна, все эти дни там люди работают. Через весь Галанчожский, Серноводский, Галанчожский район уже до Итумкалинского района дорога доходит. Вот. Надо при пересе нам сказать, абсолютно согласен, а что? Абсолютно согласен. Самое важное, что мне понравилось, то, что Мержуай, особенно Мержуай, выступили четко. Просто мне настолько понравилось, когда мы говорили о единстве. Это не паблик, где мы там собрались у себя где-то на... Блогеры собрались и обсуждаем между собой. Это старейшины. Это наша элита. Вот это самое главное. Это самое главное. А что происходит за пределами, кем они себя чувствуют, честно сказать, я туда никогда не влазил. У нас нету отдельных наций. Мне понравился комментарий одного Чингачгука, который сказал, вы, говорит, заметьте, почему обсуждают только, говорит, Уарстхуай, не обсуждают шатоевцев, чеберлоевцев и так далее и тому подобное. Во-первых, шатой никогда в жизни не говорили, что они отдельный народ. Чеберлой никогда не говорили, что они отдельный народ. И другие остальные гряда всех Шарой, Шатой и Томкалей никогда не говорят, что они отдельный народ. Мы один народ. А вот где проводится именно фитна, вот здесь мы уже ставим точки над «и». Не было никогда в жизни за все время существования
народа никогда не было Вайнахской республики. Никогда. Название Вайнахи введено в оборот, этот неологизм, при Яковлеве с помощью Мальсагова. Я знаю, и есть информация, что некоторые европейские балаболки нарнийского происхождения, некоторые другие сейчас пытаются в преддверии переписи населения написать и выдуманное какое-то новое национальное образование. Но это, иншаллах, никогда не было и не будет. Мы не можем позволить себе разделиться маленькую республику, но в чуть-чуть на тайповые общества и сказать, что каждый это свой народ. Внутреннего сепаратизма допускать нельзя. Вы представляете себе, что будет с Дагестаном, если они все будут говорить о национальных автономиях? Что останется от Дагестана? Вы думаете, это федеральный центр позволит? Нет, конечно. Не позволит. Мы не делили друг друга. Нас делили, но мы не делили. Я хочу, чтобы вы, уважаемые мои друзья, послушали одно видео, которое я еще пока не опубликовал, но хочу, чтобы вы его услышали и сделали вывод. Это очень важно. Мне прислал его один из наших подписчиков. У нас, иншаллах, очень хорошие подписчики, которые везде. Я хочу внимание, чтобы вы услышали меня. Когда вы будете готовы, я включу эту запись, и чтобы вам было понятно. Скажите мне, когда вы готовы. Чечениш, я за все, чтобы Вайнюк Абарт Бош Вайцахалет, только за. Вы готовы? Это очень важно. Очень важно. Я хочу, чтобы вы поняли. Всем, кто говорил о том, что преувеличиваем мы по данным, это независимый портал по демографической обстановке в России, особенно на Северном Кавказе. Я хочу, чтобы вы послушали это. А дальше мы уже поговорим, насколько вы все поняли по этому вопросу. Сейчас. Мичеват еще. В Ингушетии, по разным оценкам, где-то 300-350 тысяч человек проживает, а по официально 515. В Дагестане тоже примерно 500-800 тысяч бумажных дагестанцев. В КБР, в КЧР тоже там 20-25% завышение численности населения и так далее. Даже в Москве в переписи 2002 года так сильно раздули население, что все остальные демографические показатели поехали, и объяснить их очень трудно. Вы знаете, даже вот Ингушетия писала в Росстат, а почему у нас такая высокая продолжительность жизни? Но Росстат же не можете официально, потому что вы с помощью вашего МВД просто половину выезжающих не учитываете. Еще и на переписи в 2 раза прогнали листы через считывающие машины, да еще и люди. В Ингушетии, по разным оценкам, где-то 300-350 тысяч человек проживает, а официально 515. Я надеюсь, все услышали данные. Всем все ясно? Все слышали? Это не мое видео.
Это официальная, независимая демографическая там подборка. Я ее обязательно как-нибудь опубликую. Вот. Заметьте, о ситуации в Чеченской Республике ни слова. Ни слова. Наши статданные не прогнали 2 раза. Бумажных душ у нас тоже нету. И огромного количества, которых там указывают проживающих здесь там, нагайцев, терских казаков, кумыков, их в общем количестве даже не 5% от общего населения. Вот такие вот данные. Вот такие вот данные. Вот по таким же данным проводились великие переписи, которые говорились про 88% J2, что нас там 56%. Снова же, уважаемые мои братья и сестры, 86%, 88% от 350 официальных, это будет даже приблизительно где-то 200 и 250 тысяч. А 56-57% и то ногчи не сдали все эти. Кстати, вот этот миф про 88% тоже разрушен. 57% от 1 500 000, пускай будет 1 400 000. Без малого выходит до 700 000 чисто J2. Вопрос. Где и от кого, кто произошел и где больше этих людей? По такому же количеству можно взять J1, можно взять L3, но Q само собой. Там Q тоже очень маленькая. Вот мне задают вопросы, а вот почему вот у тебя в эфирах, почему вот ты обязательно по этой тематике? Нет. Вы должны понимать, ко мне в директ приходят запросы. Вы сами знаете, кто мне их направляет. В основном вы это и направляете. И говорите, вот этот вопрос надо рассмотреть. Посмотри, это важно для нашего народа. Вот этот вопрос нужно рассмотреть. Вот это нужно рассмотреть. Поговорим об этом. И только тогда я поднимаю эти вопросы и опровергаю их, если этот миф еще не опровергнут. Некоторые больные фантазии, я даже не рассматриваю их. Понимаете, о чем я говорю? Нету направленного, целенаправленного какого-то противодействия. Целенаправленное направление есть на только миф разоблачения. Если правда, это правда. Башла, мы будем основываться на одном этом видео? Да нет. Почему? Я не прошу тебя основываться, Зураб. Я же не прошу тебя основываться на этом. Я привел тебе только в качестве доказательства. Только это не мое. Снова же, это ответ тем, кто говорит, что у нас 50% проживает кумыков, нагайцев, и что у нас завышенное количество населения. Это снова же, это независимый демографический подсчет, независимый. Это не государственный, государственного там пересмотра нету ничего. Если вы делаете выпад в наш адрес, не тебе я говорю, Зураб, а конкретно тем, кто это делает, будет и ответное. Почему с одним этим видео? Материалы по J2 я тебе еще предоставлю, Зураб. Не тебе, а вообще подписчикам. У меня просто слишком много материалов. Много материалов. Если ты считаешь, что это неправильно или неправда, Зураб, ты можешь обратиться к ним, позвонить, спросить у них более достоверную, доскональную информацию.
Мы не можем в данной ситуации говорить друг против друга ничего. Не ногчи, голова, поскольку мы являемся, мы знаем, что одно целое. Но вечно рассчитывать на то, что никто не ответит, дабы сказать, дабы задеть, это не прокатывает. Уарстхуай, старейшины, пришли навстречу, поблагодарили, сказали, что мы один народ, что мы одно целое, что мы неделимое. Вопрос, кого это касается, кроме как нашего народа и нашей Родины? Кто должен обсуждать это? Разве я имею право, собрались, допустим, Яндиев, да? Если ты Яндиев, я имею право собрание Яндиевых обсуждать, которые проживают в Ингушетии, там, я не знаю, в Яндаре или на Несеркварт, где-то собрались, провели свое совещание, выложили в интернет. Имею ли я право обсуждать это собрание? Нет, не имею. Это твой род, это твоя родина, и ты обсуждаешь. И я говорю, это наши старейшины, это наши Уарстхуай, Галай, Мержуай, Аухар, Мержуай, Галай, Уарстхуай. Все собрались и сказали, мы один единый народ. Мы возрождаемся, мы объединяемся. Стоит про них другим обсуждать, говорить, оскорблять и говорить, вы делаете, мы скоро заберем, вот это отпадет. Почему вы думаете, настолько наш народ должен или обязан кому-то что-то? Мы никому ничего не обязаны. Не обязаны, поймите вы. И вы не обязаны. Что когда-нибудь разрушится, перепадет, заберет. Но это разве правильно? Я никогда не влазю в это. Так, поступил донат. Так. Сейчас хочу проверить, с вопросом ли это был донат или просто донат. Нет, это просто был донат от Умара. Умар дал свое, донат дал духуа. Ничего, просто задонатил Умар. Я говорю, просто этих независимых, лживых, нелживых экспертов много. Согласен, Зураб? Согласен. Но они говорят именно о том, что конкретно, что многие росстатовские данные завышаются. Да, может быть, для тебя не важно, Амран, но я всегда хочу благодарить тех подписчиков, которые пытаются во время стрима задонатить, и огромное им спасибо. Лада Асаду. Да, согласен. Только об этом. А что касается подтверждения, или же правду ли они говорят, или нет, Зураб, я этого не говорил, заметь. Я сказал только лишь версия. Но я скажу тебе так, Зураб. Очень часто и очень много мне именно оттуда задают вопросы, говорят, вы нечистые, у вас маленькое количество населения, у которых там J2. Очень много пишут об этом. Очень много. И каким образом мне нужно ответить этим людям? Оскорблять? Нет, я их не оскорбляю. Блокировать? Нет, я их не блокирую. Я хочу услышать их мнение. Да, я хочу, пока есть в эфире, Нохчи Адат, брат, с возвращением.
Да, нам тебя не хватало, тебя не было на поле, так сказать. Так, от Zoom снайпера для Маршо. Вот такой донат поступил от Мухаммада. Мухаммад задонатил, сказал, что от Zoom снайпера для Маршо. Поэтому хотел бы как раз таки поблагодарить, с возвращением сказать: брат, не хватало, не теряйся, мы здесь, мы, как всегда, герой. Да, есть, конечно же, большое количество J2 и у евреев, йеменских евреев. Чуть не перешел на темную сторону. Я знаю, что при Зязикове не было этих завышений цифр, но и тогда у нас численность числа 450, они же могут за 10 лет стать меньше 100 тысяч, тем более с нашей демографией. Нет, проблема не в этом. Ты заметь, что он сказал. Имеется в виду отъезд людей. А ты немножко... Ты не понял, Зураб. Может, ты зайдешь в эфире запрос «Хаяйтамыш, вистхалита», я бы тебе объяснил. Во-первых, что касается Зязикова, и ты единственный человек, который хорошо о нем отзывается. Многие, кто писал про Зязикова, очень плохо писали. Я не знаю почему, но да, это во-первых, тебе для информации. Во-вторых, он говорит об отъезде людей. То есть не фиксируется МВД отъезд людей. И прогоняются одни и те же люди 2 раза. Вот о чем речь. Сама эта передача, когда была, это уже другой вопрос. Надо еще посмотреть, это за какой год. 17-й это или 18-й год. Так, Шах задонатил. Шах, проснулся брат Шах, зачислил, задонатил. Шах дал сайл, а донат дал дуквахуайл. Вот. Вот почему я говорил об этом. То есть, да, и мы же не фиксируем. 1 500 000 человек это территория Нохчичу. Те, кто здесь проживает. Туда не входят те, которые уехали в Европу, в России живут, в Казахстане живут. Это не входит в этот состав. Свой Дилон. Хорошо, Зураб. Поэтому там имеется в виду отток не фиксируется, приток, только притоки. Юни Юни вроде бы занимается каким-то коммерческим проектом, я его давно не видел, честно сказать. Буду помнить этих воинов, она сражалась, шли до конца. Раз он не будет плакать, будем гордиться, представлять, как ночью сражался, проливал кровь. 47 плюс сейчас это вообще к чему? Честно, братан. Сейчас это вообще... Ты кому говоришь? Я не понял. Зачитать? Ну, почему-то у меня, Шахман, просто без ничего пришло сообщение от тебя. Просто здесь сумма и от кого. А вот Мухаммада написано, что от Zoom снайпера. У тебя не написано, Шах. Не знаю почему. Так. Сейчас постараюсь. Вы забываете отправлять Зязик страдает дежу Анжелики Шесурчхи, то сам. Но это я не знаю. Вежли, когда вы присылаете, вот Мухаммад прислал с сообщением. Почему-то ваши без сообщения. Я не знаю почему. Я для этого и сделал стрим, чтобы зачитывать входящий перевод.
Да нет, просто здесь без сообщения. В диалогах должно быть. В диалогах нету ничего. История. Показать. Воскресенье. У меня, походу, немножко... Короче, без ничего пришло сообщение. Вот так вот. Ладно. Не оскорбляйте друг друга. Не переходите на личность. Как с телефона получить? Объясните. Я написал, чтобы напомнить, что есть другая сторона этого события, высылки нашего народа. Ну, до 23-го еще... Чувак, кстати, я тебя же видел. РРТТУУЮЮОПП. Ты сидишь у меня в эфире. Я видел тебя в ингушских группах, где ты столько негатива пишешь. Про нас. Я не могу понять тебя, чувак. Ты я не знаю, кто ты. Но ты негативные комментарии о моем народе пишешь в других ингушских группах. Ты и у меня сидишь. Ты и там сидишь. Что тебе не нравится? Ты можешь зайти в эфир, конкретно сказать, мне это не нравится. Ты в этом не прав. В чем твоя проблема? Я просто, честно сказать, не могу понять тебя. Шах, у тебя что-то с балансом каким-то. Ты просто задонатил, ничего не прислал. Ни одного сообщения, просто донат приходит, а ты ничего не отправляешь. Или ты неправильно отправляешь. Вот я реально тебе говорю, я видел тебя в 2-3 группах. Вот твой ник РРТТУУ и. Вот я честно сказать, я не могу понять тебя. В чем смысл? Ваша, ладно, если ты не писал, ты говоришь. Я не знаю, это хаун, бяхмобил. Но или у тебя двойник, вот с такими же данными, как у тебя. Или я не знаю что. Я хочу, если здесь есть представители уарстхуя народа, раз, у представителей любых других, как говорят себя народами, там разными ассоциируют себя народами. Вежри, я вас не оскорбляю, я вас не унижаю. Покажите свое лицо, зайдите, скажите мне, в чем я не прав. Назовите отличительные черты, которые вас отличают от нас. Тхонохчи да, тхонохчи чо аш да. О бюч болмат, аш бюч болмат, цабаца. Вай культура цаяца. Вай дуахар ар цадаца. Если мы чем-то отличаемся конкретно, очень сильно, допустим, я никогда, как бы я ни уважал адыге, черкес или адыг, или кабардинец, как угодно называю, я никогда не скажу, что это мой народ. У нас разные народы, у нас разные языки, у нас все разное, кроме братства, мусульманства. Разве я когда-нибудь себе позволял, сказал, что мы один народ? Грузины, южные наши соседи. Я хоть раз говорил, что мы один народ с грузинами. Анди Дидо, близкие к нашим, в некоторых местах указано даже, что это нахские, больше нахские люди. Даже их я, в отличие от некоторых моих собратьев, не причислял к своему народу.
гумки. Я говорю, хорошие соседи, братья-мусульмане, но не больше. Я не говорю, что мы один народ. Нохи, нагайцы, я говорю, мусульмане, но мы не один народ. Отдельно, даже расово мы разные. Терские казаки разные. Все вокруг проживающие народы я вам назвал. Вот это другие нации, это другой народ. Другой язык, другая культура, все другое, кроме ислама. Назовите, зайдите в эфир. Вот мы с 14, с 10, с 9, с 8 века отдельный народ. Вот есть подтверждение, вот есть это али. Хагайтишсун. Асхокмахка аш болчарик бахшун. Аққай балейш, арсқой балейш, мелхи балейш, ичкерер балейш, чабрлой балейш, шарвой балейш, шотвой балейш, теркой балейш. Хагайтишсун, зайдите, хоть у одного у вас есть мужество зайти, показать мне, не болтать за спиной, не говорить, зайдите, покажите. Хадейтишишь? Вот вы все говорите, вот они там говорят, они здесь. Ну докажите. Доказать дальше. Вы не пришли. Мы не пришли. Да, свой. Отличительная черта одного народа от другого народа. В чем оно заключается? Занахчи адат от сестер, бисмиллях. Прислала сестра, задонатила. От Нахчи адата. Нахчи адат Далсадо за тебя задонатила сестра. Аноним. Она попросила анонимно, не называть имя. Сахаттарду любой человек, проживающий на нашей территории, я вас прошу, назовите мне, скажите мне, в чем отличие, с какого века вы отдельный народ. Только я вас прошу, данные карабулаки, то, что дали кумыки, не в обид нашим братьям, соседям кумыкам, но они не могли дать вам ваше название, если вы являетесь исконным автохтонным народом. Не могли. Мы намного, не в обиду, конечно же, древнее, чуть раньше здесь живем. Но почему? Почему ни один черкес, адык, кабардинец, как бы их ни называли, почему у них нету к нам негативного отношения? Кстати, братьям-черкесам материалов бомбовых я достаточно набрал, скоро мы еще жахнем. По совместной истории я говорю. Вот. Оказывается, мы очень много совместных, многих вещей проделывали в историческом плане. А про ауховцев то же самое. Поэтому мне, конечно, многие вещи непонятны. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, в чем-то как-то неправильно я что-то веду. Но я прошу, чтобы вы зашли, чтобы вы показали. Задонатили. Походу, вот это как раз таки от Нахчи Адата, который донат отправили. Поэтому с телефона молодый, свой, с телефона сон цахан ваша, с телефона
Я думал, ты имеешь в виду там с карты на телефон. Это одно. А так я не знаю свой. Директ потом, если ты зайдешь, постараемся что-то делать. Я вот сейчас у вас, вот сейчас нас 92 человека, 12 часов ночи. Я по-братски прошу вас. Не будет никаких. Если хотите, я даже комментарии отключу. И мы с вами поговорим тет-а-тет. Остальные будут просто слышать, даже не комментарии. Комментировать не будут. Ну просто зайдите, объясните. Вот вы говорите не за спиной. Не послушав меня, побежите куда-то там, начнете говорить, он вот сочинил. Нет, не надо. Просто зайдите. Я без книг, без карт, без ничего. С вами вот хочу просто поговорить, пообщаться. В чем наша разница с вами? Обоснуйте мне это. Статистические, демографические данные вам не нравятся. ДНК данные вам не нравятся. Диалект данные. Да, это как раз таки, вот это и есть донат, который за Нохчи Адат отправила сестра. Я жду. Если у вас есть желающие старшего поколения, младшего поколения, я с радостью с вами поговорю. Любой национальности. А этот эфир, стрим, он сделан для общения людей. Для того, чтобы мы поговорили. Сегодня я конкретно хотел поговорить о встрече наших старейшин, которые были на встрече с лордом, с Даудовым. Я хотел поговорить об этом. Что вы считаете? Как вы посчитали? Что в этом? Насколько вы были рады от этой встречи? Что наши старейшины наконец-то в одно лицо, наши именно арстхоевские старейшины, 100% сказали Тхонахчиду. Чеберлай никогда не говорили, что то и остальные, это не обсуждается, это никто не говорил. Даже мелхи не говорят об этом. Даже мелхи не говорят об этом. На нашей территории мелхи и нохчи это одно и то же. Это тейп мелхи. Тухумячун хасавид. Кто еще остался? Ахки, 90% ахка это наша кровь. Это наша родина. Аиса, я не про это. Вот это Кавказ мир, Дайресхил. Вот как раз таки об этом я хотел и поговорить. И плюс еще одно. Очень сильно подготавливается всеми методами к переписи населения. ММР как раз таки, валлахи, биллахи, таллахи, ни один из этих представителей не был запуган. Арстхоевский, он ирданат хацакачон. Они будут говорить, валлахи, никто их пальцем не тронул. Кроме друг друга благодарности, кроме того, что мы одно целое, цхадваш элмадатца. И по этой встрече видно, просто я ауховцам, братьям, просто хочу, я видел эту искренность в глазах этого старейшины, ауховских, Уарстхуай. Он говорит, даже вообще невозможно представить, что мы отдельно. Вот о чем я говорю. Поэтому, так, брат просто задонатил. Макар, я не знаю, честно сказать, приглашали, не приглашали, я этого не знаю. Так, сейчас, наверное, пришло оповещение, спасибо. Зачитай адресат, поймет.
ЕХЦХ. Адресат поймет, Алла иш донат и айтинг. Я надеюсь, он понял. Я дышни, давайте я буду говорить, что я... Ну, дышни этого, конечно, точно не скажет. Через paysend.com. Это получается через PayPal. Сестра то, что задонатила, дошло. Некоторые сообщения с опозданием доходят, так что... Тут как раз таки вопрос не в том, что мы говорим, черкесы объединяются под одним... Ильяс, ДРС Хилл, Пайсен, не Пайпел. Я говорю, ну я и сказал через Пайсен, короче, сестра. Послушайте, черкесы объединяются под одним названием. Если между ними трения есть, они, вот я с ними разговаривал, с братьями-черкесами, трения между ними есть. Но, несмотря на это, на новые сейчас перепись населения России, который должен пройти в 2021, вот в этом году, они идут под одним единым целым. Цейрбартхилла. Один брат написал, что появятся новые народы, такие как вайнахи и еще кого-то он там перечислил. Ну, проблема в том, что если люди зайдут и начнут искать народ вайнахов, они не найдут такой народ. Буквально в 18 веке, в 19 веке, в 17 веке нету такого народа. Нету таких карт, нету таких документов. И любой маломальский знающий и еще никогда в жизни под этим названием не будет государства. Мы даже с тем, что есть, не можем объединиться и сделать, как говорится, построить дороги, что-либо сделать. Под названием Нохчичуй мы стремимся везде, пытаемся, все меняем, делаем, прокладываем дороги. Вы должны понимать, чтобы с Галанчожа до Цойпиде, то есть это места, где пограничники раньше даже пешком не позволяли пройти, у нас будет свободная дорога. Свободная дорога. Каждый может поехать. Любой мелхи, тейп, представитель, заехал через Бамут, вперед, через полчаса, час он будет на своих исторических, где их прадеды проживали, Мялхистяхру. На своей родине, на своей машине. 5 секунд. Великолепно. На это тратятся миллиарды. Внебюджетные. Миллионы. Понимаете? И вот так, когда окольцуют все, когда можно будет 5 секунд поехать, когда Нохчи Тейп, Нохчи Оман, Тейп Мялхи поедут, будут восстанавливать свои башни, свои предков участки, будут делать, вот как делает это Гяндергной, восстановили свою башню. Сейчас Памтой там нашли, Памятоевскую башню нашли, еще одну. И остальное, когда мы будем возрождаться, вот к этому нужно стремиться, а не делиться и говорить, мы отдельны. В любом случае сепаратизм, иншаллах, да, не пройдет. Не делите наш народ. Вот эти старейшины, которые говорили, наши 7, 8, 10 отцов. 10 отцов живут в этой местности, и мы говорим, что мы один народ. Мое родовое село, где живут Кей, Хуай, Жай, Галгай Тейп, все Эшбатвай, Цуантруай, Чертвай. Это такое сборное. Наше село не является молодым.
Оно в середине 19 века уже, с начала 19 века уже есть на картах. Ни один из них не говорит, что он отдельная нация, отдельный народ. Мы один Нохчи народ и живем у себя на родине, Нохчичу. Ну, откуда вот эти закулуарные разговорчики и болтология? Я понимаю это. Но я приглашаю, говорю, давайте, приходите. Если вы говорите, что нельзя доверять кафирским разговорам, книги кафиров, это неправда, одна книга правда, это неправда, пожалуйста. Брат, скажи, пожалуйста, называть нас черкес одной буквой «С». Уважаемые мои подписчики, братья и сестры, черкес пишется с одной буквой «С», и вот черкесы, братья, попросили правильно уточнять это. Братья черкесы, мы вас просим точно так же называть наш народ. Мы исконно с 7 века называем себя Нахчи. Мы Нохчи. Мы были, есть. Ни чеченцы, ни войнахи. Мы Нохчи. Мы Нахчи. И вас просим, черкесов, называть наш... Я знаю, что многие называют нас Нахчи. Называть так, как наши предки назвали. Очень просим вас. В 1800 году чеченцев по разным оценкам было поменьше 0,5 миллиона, 500 тысяч. Тогда как Галгай Тейп насчитывал около 10 тысяч человек. И почему из-за 2% все Нохчи должны называться другому? Почему не? Ну, это, конечно же, там даже не 10 было, а 9 тысяч перечислений было. Почему это надо спросить у них, почему они хотят это? Башлам, замху отвем, басвой. Ибраим, президент Центрова. Президент Чермай Лам, умадык чуах, куралят. Не могу понять. Тебе, Мялхи, ты говоришь, что они считают себя Нохчи. То, что у вас есть своего, чем вы от нас, вы название нравится или что? Нет, тайпы называть как хотят могут Нохчи. Народ и тайп это разные градации. Нахчиматы, ну, нахчиматы до нашей эры, вот эти более поздние я не стал говорить. Да, мы не Шишен. Шишен это название более позднее. Нахчи, исторической точки зрения, Нахчи это правильно. Свой, я дома, в Грозном, Сюальжгайл. Исторически правильно говорит Нахчи. Вот сегодня современным, если говорить правильно литературным, то это через О. Где наш брат Султан? Наш брат Султан в Панкисе. Кто там хочет, не хочет. Вершин 95. Я сказал уже, как правильно. Это синонимы. Нахчи и Нохчи это синонимы. С точки зрения истории правильно через А. А если сегодня по сегодняшней конституции, то через О. Я приглашал. Я с радостью сказал, Имре Инглайну передай, что свои сказки пускай где-нибудь рассказывает, это уже давно опровергнутое. Это древнее название, вершина 95. Это древнее название.
Да, горные диалекты до сих пор говорят нахчи. Задонатили. Кто задонатил? Сейчас постараюсь прочитать. Просто задонатили, все. Больше ничего. Да не отключил я. Вот просто-напросто. Вот от тебя, аноним, который мне пишет сообщение, перешли ты его, но ко мне не доходит. От Алаудина мне не дошло. Просто дошли донаты. Все. Это мой донат. Это я понял, что твой донат. Потому что написано PaySend. Задалныш, галныш, антийский уарствай, бенуай, зачитай. Зачитываю. Задалныш, галныш, чантийский уарствай и бенуай, Вот такой вот донат. Еще раз, уважаемые мои братья и сестры, есть элементарно простая вещь, которая называется исторический есть историческое, есть современное название. Я вам зачитал современное название. Но я просто не хочу делиться с вами. Ну как, с вами-то все я понял. Сестренка. Все понял, хорошо, ничего не буду говорить. Ладно, я послушаю. Ва алейкум салам, Осман. Ва алейкум салам. Ну, вы знаете, у меня есть люди везде. Я вчера... У меня есть вся информация, и даже с той стороны информация и высказывания. Никто ничего целенаправленно не называет. Понимаете? Никто. И никогда. Мелхи, уарствай, эхкай, шуатвай, чебервай. Все они нахчи. Все, без исключения. Название Тухума или местности Нахчи-Махкой появилось в 19 веке. В это время нахчи уже давно писали в горной части, кто проживает. Мы не берем грузинское название Дзурдзуки, наше. Мы не берем кистинское название, тоже наше. Кистинцы показали вам. Мы нахчи, они сказали, панкийские кистинцы. Мы 200 лет до сих пор с этим именем живем, но мы нахчи, здесь мы называемся кистинцами. Вот и все. Мы не берем там отдельные названия кого-то там Чаберлуай, Шаруай, Аухуай. Они могут быть Аухуай, они могут писать Эхки, без разницы. Они могут Чачаны, Шишан. Это все нахчи. Область нашего проживания это один Галанчор. Где скрывались, где в основном Галанчор и Тумкал и все остальное. Понимаете? Ригах это Чеберлуй относится, Рикхуай это чеберлуевцы. Рикхуай небольшой тайп, но они чеберлуевцы. И Нижлуай чеберлуевцы. Башландерес, Хилл Орден, он всегда на передовой в защите наших национальных интересов. В данной ситуации, Кавказмир, говорю, да, что мне важность, цель моего эфира. Вершина 95 написал, цель моего эфира. Цель моего эфира. Лишний раз подтверждение. От брата Османа поступил донат. Осман, да, донат. Самая старая башня находится в Чечне же. Да, самая старая, она 5 века. Находится в Харачое.
основание его найдено. Еще раз повторюсь и скажу, цель нашего эфира, моего эфира, единство нашего народа, о том, что во весь голос представители нашего народа, наших тейпов, таких как Арстхоевский Тухум, старейшины заявили и сказали, что мы один нахчи народ, и мы не позволим ни балаболам, ни баламутам разделять, делить нас. Вот. Вот и все. Прошу не путать. А также, кто не согласен с этим, кто считает что-то не так, я хотел с этим человеком выйти в эфир, поговорить. И чтобы доказали, во-первых, доказали, что их напугали, запугали. В первую очередь. Доказательство этого. Во-вторых, в чем они неправы. В-третьих, Башлам, Мужичи, Мыжган находятся рядом, а оба являются родовыми селами. Да, я сказал за эфир. Масанахил. Я хотел просто-напросто, чтобы вы зашли. Мелхи 997. Оша, зайди в эфир. Давай пообщаемся лицом к лицу. Давай поговорим, если ты хочешь. Я не против. Я же сказал, давайте, показывай лица, мы пообщаемся. Разницу шундаться. Старший, младший, вы просто выскажите свое мнение, я скажу свое. Вот вершина. Не надо задавать вопросы вершина 95. Отправь запрос, я приму, мы с тобой поговорим. С радостью. Hiç hauslaş ответлуш, куда делч хатан. Hiç hauslaş ответлуш, куда делч хатан. Ханлуш ты. Аминя. Амина, 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 амина. Амина, 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 амина. Ее красно, вот. Снова, ладно, долдякихон покабах аминс. Что за вопрос был у Амины? Почему я его пропустил? Почему я не вижу вопроса Амины? Все мы ногчилкш алви пишет, с иронией. Амина. Башлам. Санкементан ответится дуа асхук доудахун. Мичадут еш Амины хахаттар. Мелхи. Так кто они тогда? Мелхи, они ногчи. Что за вопрос? Мелхи – это тухум. Мелхи – это тейп. Сами некоторые говорят тейп. Ой, ногчик ома дахду мелхи. Все. Нету отдельного народа мелхи. Нету отдельного народа Акки, нету отдельного народа Варствай. На территории Нохчичу нет таких отдельных народов. И не может быть, не было отдельных государственных образований. Даже в 17 веке нету, давал звонахал вегуса, дыгдоша. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 и до нашей эры нету ни одного государственного образования с названием отдельным от Нохчи. Есть нахчиматяне, есть нахчи, есть самсир, есть кисты, есть дзурдзуки, есть шишаны, цацаны, мычики, скачкалы, все что угодно. Но это одно и то же. От Ила свой нету отдельно экшбатовый народ. От Ила хому нет. Как раз мне этого. И вот договоришься точно до экстремизма. Экшбатовый, ну к чему. Хотя Бузуртанов свой сказал, что ты голга.
Он говорит, что Эхшбату это чистокровный галгай, так что тебя раскусили. Хотя и Беной тоже оказались, что тоже является галгай, так что молчи давай. Так что вот как-то так. Я очень надеялся, что вы зайдете в эфир. Ну, почему-то не зашли. Есть отдельный народ. Алло, в этом году большие потери из-за твоего ханг. Все ушли куда-то, Бамут туда за Черемшой. Многие потерялись. То одного нашли, то другого. Поэтому я Эхшбату и я чисто Аллах. Вот, все. Нахчи У-95. Хагуч Вейлям. Башлам давал суюд ухас салам хасаития. Борз ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Донатская отдельная республика. Я бы зашел, но я не знаю, что говорить. Да если нечего говорить, конечно. Башлам, есть эхки тухум сауха и эхки. Почему ауховцы назвали свой тухум именно эхки? Есть об этом. Но считается, что есть, конечно. Будер, садеши чуа, мелхи бу ваша, садеши чуа, хаяури, махаури, деши чуа являются мелхи, чистокровные нахчибу. Конечно, бу, деши чуа, гергер нахулиса мелхи. Ты сомневался во мне, что ли? Ну что можно, хачро? Хачероевцы. Я про тейпы не сильно люблю рассказывать, но это исконно, конечно же. Горные тейпы, которые имеют свои горы, которые имеют свои земельные наделы, они являются, вне всякого сомнения, чистокровные, не пришлые, не разбавленные. Поэтому аноним... Цюн Кудряшк Штир. Было сообщение, говорит. Оба доната, оно зачитай. Цюн Кудряшк Штир. Было сообщение, говорит. Оба доната, оно зачитай. Оно зачитал. И Кудряшки сказал, и так далее. Все. Ваше, если бы я Аллах дал халха ю'ажвалсу, если я на секунду сомневаюсь, что мелхи, орствой, эхки, шуатвай, чебелой, вайшадер, санахчи дуэл, со сомнением, Аллах дала, шия ниц цани халак валсу. Этцуал тиш, что вай цакан дуэлш. Дейлах тиш, что вай цакан дуэлш. Дал цамуат беллавайн, цагылкш деллавайн, цаддюнал борша лилавайн, цамуак беллавайн. Походу, аноним, ты больше сообщений присылаешь, чем донатов. Теперь еще Ирсья Кудряшки. Я вообще, конечно, создам флаг, если все племена народа, почему мы... Ну, ты начни тогда... Можно начать оттуда. Башлам, эта молодежь, походу, теряется там. Раньше, когда там не было этих дорог, этого еще и телефон, ориентируется. Я, честно сказать, я очень... Я уже не знаю, как можно потеряться, вот, вроде бы, ёккаят свой, боккабат свой, костер разжечь, спички с собой взять, рюкзак взять, палатку взять, ну, чтобы не замерзнуть, обморожениях и лобах. Я не знаю, у меня рюкзак готовый всегда в горы. Готовы. У меня там есть и палатка, и спальный мешок, и кремень есть. Все есть. И обмотаться специальная куртка, чтобы не замерзнуть, даже при минусовых температурах. Ща, мелля, кячина, в поход в любое время, да, у меня лежит рюкзак готовый. Я не знаю, как взрослые парни, которые идут в горы за Черемшой, не могут взять с собой какие-то спички, огниво, что-либо не взять, чтобы
как говорится, не замерзнуть там. Я этого не понимаю. Это однозначно. Раз. Во-вторых, эхки, различие лам эхки и эхки. Хочу объяснить. Лам эхки — это тейп, который не входит в тукум. Там только один тейп. Все. Вот из этого лам эхки несколько представителей вот этого лам эхки, веток, гарш, некш, ушли в аух. Они образовались там. Они были под названием эхки. Во время Сулейманова, Амада, когда туда уже, кроме этих эхки, Зогой, там, допустим, Веппи и других, которые там переселились, начали приходить туда Зантхуай, Цуантруай, ой, Тигабоч, Тейпниш, Парчхуай, Барчхуай. Там даже в свое время были даже и мелхи. Об этом есть источники. Все, когда собрались, во время, когда приехал, записывал Сулейманов Амад, они все записались, их почти что по 30 тейпов записались, ну, по 30 думаю, чухсешь. Сейчас не все вспомню. В то время по 30 было. Сейчас, когда я перечислял ауховские тейпы, их было 50. Из 50 тейпов, которые себя называют ауховцами, акинцами, их там 40 из 50 являются нахчмахоевскими, чеберлоевскими, шатоевскими, разные. И 10 из них, 5 из них являются акинскими, и вот такие вот разнобой. Поэтому сейчас их все называют, неправильно их называть акинскими. Правильно говорить ауховцы, аухуай. Эхки не стать, потому что сейчас эхки там даже не большинство. Но их называют тухум акинский, которые там проживают, а эти называются как тейп эхки. Вот и разница между ними. Снова же, когда я говорил с многими лам эхки или эхки, которые проживают у себя дома, нохчучу, они связались со мной. Они со мной часами говорили и объяснили мне, что нету никакого... Донат поступил от кого-то, просто задонатили. Что сегодня за день такой? Ни одно сообщение с донатами не доходит. Брат Шах обиделся по ходу, как будто я специально зачитываю. Я не знаю, вот я захожу в Сбербанк, раньше там показывали все, что писали, показывали сообщения. Хинц унцегойт. Что такое вообще? Истории, выписки, расходы, зачисления, от зачисления. Ну, да нет, не это зачисление мне нужно. У меня нету таких денег здесь. Ну вот вчера, вот, входящие, просто суммы, почему-то нету сообщения. Ну, 50, 70, 100 рублей, 50, 100 рублей. Ну, вот такие сообщения есть, но нету здесь. Не показывают там сообщения, я не знаю, что худо. Хулла контана. Что за дебильное? Zoom снайпер, наверное, от одного дошло. И Zoom снайпер Алагери первое сообщение. И Хакая Чирваша. Там было от Мухаммада и сообщение Zoom снайпер Аль-Хаятин. А так сейчас не доходит, я не знаю. Через PayPal доходил, но PayPal мне не донатили. PaySend тоже пришло, а через WhatsApp и Азичат дошло. И вот мы разговаривали 2 дня, и они мне объясняли, что никакого отношения лам эхки и к этим эхки не имеют. У нас нету ничего общего и так далее и тому подобное. Поэтому я прошу не путать. А что касается с доната, с мелхи, которые были ауховским. Некоторые люди мне говорили, почему ты так говоришь. Я говорю, потому что я лично читал. 2 братьев, междуречия Терека, Сулака, обосновали, вот перевод от Заура. Донат приходит, но больше ничего не приходит. Просто пришел донат от Заура. Просто от Заура донат. И мелодия.
Кудряшки, не знают, Кудряшки или нет. Двое братьев обосновали село. Это было недалеко от Каспийского моря, междуречье Терека и Сулака. Часть сегодня, которая входит в Северный Дагестан. Это или Бабаюртовский, или Кизлярский район, сейчас кажется. Руслан задонатил. Руслан Султанович задонатил. Брат дал Саадор Буддис Нагдал Беркатуэль. Они проживали там. Но в определенное время, когда начали отгонять, то есть завоевания пошли, переселение кочевых племен произошло, Аминат Оливиевна задонатила. Дал Саадуэль, дал Буддис Нагдал. Во время этого, что одного из братьев, там было название даже села. Сейчас я уже не помню уже, как это название называлось, но факт, где находится Мялхи, который считается, что одними из самых последних спустились с гор, то есть мялхисты, во время депортации. До этого, чтобы мялхи спускались на плоскостные плодородные земли, я нигде не читал. Только один документ, которым я нашел, который между речи Терека и Сулака, они проживали, занимались рыбным промыслом и сделали, был маленький хутор, основанный мялхистинцами. Между речи Терека и Сулака, это когда у нас был выход на Каспийское море. Вот точно так же ауховцы, многие ауховцы, Зогой болеют, Парчхой болеют, Аккой болеют и так далее и тому подобное. Многие, которые размещались, у них ареал обитания, он не был в Ауховском районе, как понимание сегодня, а об Ауховском районе, о котором мы говорим. Оно было намного больше. Магомед, вот, у меня доходит. Вот, смотрите, я же говорю, это не во мне проблемы. Магомед Ларсаевич, у меня доходит все, зум-снайпер, пришло сообщение, пришел донат. Сумма, если нужно, я назову. Но Мухаммада доходит. У других, я не знаю, или вы что-то неправильно делаете. У него сообщение дошло. Спросите у зум-снайпера Мухаммада Ларсаевича, как он это делает. Его дошло. Не знаю, почему у других не доходит. Так, Арстхоевский. Задалныш, галныш, антийца Арстхоевского. Беной и Ачлой. Зачитай, сейчас придет. Зачитал. От анонима сестры нашей. Вот, как бы я зачитал. Выход был. Проживание было. Оно было намного шире, чем мы сегодня понимаем. Поэтому и Эндери считается, есть записки, которые говорят, что Эндери Нокчиш Хайленюба. Но там было совместное проживание и Нокчи, и Гунки. Есть разные данные. Те материалы, которые я закидываю, я прошу вас, читайте их, зачитывайте, проверяйте, сколько, что, где проживали. Это очень нужно, и это очень важно. Эти исторические выдержки говорят об истории нашего народа. Мы не говорим о переделе сфер влияния, мы не говорим о возвращении там выхода Каспийского моря. Мы не занимаемся сепаратизмом, экстремизмом, терроризмом. Всего этого нет. Мы это исторический блог, в котором проводят стримы, в котором говорим о географии, об этнографии, об истории нашего народа. Потому что мы слишком много потеряли за 2 года. Понимаете? Это от сестры, который пришел. У меня 2 сообщения приходят от сестры, которая там задонатила за Арстхоевского. И смотрите, получается таким образом, что ареал проживания многих горских тайпов, которые спускались и проживали там. Есть, еще раз я вам говорю, по арстхоевцам, есть мнение и Руслана Арсунакаева, и многих исследователей, которыми я сейчас работаю. Считается, что Арстхой проживали не в одной местности, где сейчас указывается предгорье там, или там, где черные горы, предгорье, лесистая местность. Не от этого, а именно по предгорью всего перешейка, на котором проживалась вся территория Нокчичуя. То есть это от Серноводского района, Шатойского района, дальше Курчелоевского, Ауховского. И вот по этой гряде предгорье, что все это
местности проживали Уарстхуай, потому что это вот предгорная часть, это все их называли. Якобы перед равниной и горной частью их называли Уарстхуай, Арстхуай, а не в одной местности. Поэтому у нас есть и на востоке Уарстхуай, есть у нас и на западе Уарстхуай, есть у нас и в центральной части Нохчичи Уарстхуай, такие как Бердкел, Шют, Шатое проживает очень много Мержуай, Аухи проживает Мержуай, Мержуай проживает в Курчелойском районе, Мержуай проживает, вот снова же, если мы пройдем по этой гряде, у нас получается, что везде проживают уарстхойцы. Везде. И они неотделимая часть Нохчичу. И за Аргуном они проживают, и с правой стороны, и с левой стороны. Но нету отдельного народа, понимаете? Нету. А если и есть, где название? Где? Почему я не считаю Уарстхуа там другим каким инородным? Моя мать получается Уарстхуа. По вашим данным. Поэтому я прошу не путать. Прошу не менять. Цель эфира. Я очень хотел, чтобы кто-нибудь зашел и мне объяснил. Четко пояснил, что было не так. Мне кажется, не кажется, а я уверен, что выступление этих старейшин не первое. От Тоиты. Башлам, чеченцев, проживающих на равнине, как называют? Чеченцев, проживающих на равнине, как называют? Так и называют. Нохчи, какая разница? Так и называют. У нас нету отдельных названий, кто проживает в горах. Просто если ты говоришь просторечие, простонародье, если ты имеешь в виду Ламруай, но Ламруай это не национальное название, это по местности. Это как Теркхуай, Ламруай, такая. Ассаламу алейкум, башлам, как ты, что нового? Ва алейкум салам, ничего, работаем. Антуай, за маршу Чантийского дал маршал Дойл, выздоравливай. Вот такой вот донат от сестры анонима. Конечно, Арстхоевский. Ваша, это тейп гала, и они чистые ногчи. И они никогда не были отдельные. Чухарнах, если... Мелхи, 97. Знаешь, как называют? Чухарнахи... Теркистернахи, охарнахи, чухарнах, охарнах, и что так называют? Башлам, нахчи все время жили в горах или жили на равнине. 47+. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Но говорят, что мы просто-напросто по количеству, в последнее время очень большое количество нашего народа, мы об этом говорим. Аух, везри, Аллах да сидуэл. Все, Маршу кого-то уводит, пошли в личку, сестра. Все, Маршу закончил, теперь забирает сразу к себе. Эх, Маршу. Плоскостная территория. Мы не могли проживать просто-напросто только на такими огромными человеческими ресурсами в горах. Видать, вот эти предгорные земли, плодородные земли, они были тоже наши. А вот дальше, затеричные земли, не забывай, что затеричные земли, Ваша, их же тоже осваивали наши Вайламруай, Мабуиш, Варандуай, Гунуай, Цечуай. Они владели затеричными землями. Но они же наш народ. Это же не отдельные. Тогда вопрос, принадлежали ли они нам? Конечно, принадлежали. За маршу Чантийского дал маршал Дуал, выздоравливай, Эл-Донат. Я зачитал это, аноним. Твои улыбающиеся смайлики мне очень дороги. Но то, что он забирает тебя с эфира, это несправедливо и неправильно. Вот. Поэтому плодородные земли мы спускались, осваивали и возвращались.
Во время войны мы сразу поднимались в горы. Самый сложный диалект. Сложного нету, Имран. Есть более древние диалекты, которые старшие диалекты. Считаются шаройский, чеберлоевский. Чеберлоевский и шаройский, они считаются как синонимы. Вот. Спасибо за комплимент, аноним. Я тебя тоже. Ну, хорошо, как хочешь. Уходи, тебе же хуже будет. Я со своими братьями и сестрами останусь здесь. Уходите, уходите. Это рыжая сволочь, вот так я скажу, про брата Маршу. О, я так и знал, он что-то там вечно мухоморит. Ладно. Ничего себе, бах, Айсас. Я тебя тоже за собор. Короче, здесь страсти, мордасти. Кто они? Я не знаю, кто они. Ну, у нас как бы это... там идет это, как-то, донатская переписка. Маршо пишет здесь, аноним пишет здесь. Короче, тут разборки свои. Так что... Аллах дал си дуайла уайя уарствай бахкишнах. Уайнюк абарт бар уайцак дуй хаитарна. Нижлой, Берзлой. Нижлоевский, Берзлой, у них ширкешнешду. Кажется, у меня видео где-то я даже публиковал, кажется. Ну да, еще публикую. Я искал материал про Нижлой, у меня есть именно говор, топонимия на название. Я их тоже скоро опубликую. Нижлой это не отдельный кам, сразу прошу вас, это Чеберлой. Чеберлой это ночи. Цундера прошу. Харачвай, Хачрвай. Оба являются тоже старыми, немолодыми тайпами. То есть это не ветвь, из которого вышли кто-то. Но Харачоевская, правда, там по древности она очень даже древняя идет. Но не в обиду никому, это там целая Каякена Харачоевская. Вы знаете, есть культура на стыке Дагестана и Чечни, самого Ближнего Востока. Поэтому, Маршу, ты говоришь на чантийском диалекте. Конечно, говорит Мелхи, он и есть чанти. Был у меня один брат Мелхи, Адам его звали. Он в Шотландии учится. Ой, Мелхи, ваш вори. Потерялся он. Потерялся. Видать, жену нашел себе. Или у него появились деньги. Обычно теряются братья мои, когда появляется или девушка хорошая, или деньги. Вот так же я и потерял своего брата за Собора 77. Потерял я его. Бродит он где-то в степях Казахстана, до сих пор не может вернуться. Башлам, молодые какие у нас тайпы. Ну, я не хочу их сейчас называть, дабы не обидеть. Но это они от больших тайпов отпучковались, гарш и такое. И вот пытаются себя иначе по местности, которые они проживают, назвать. Не хочу называть снова, чтобы не обидеть. Но это дело надо прекращать, нельзя так делать. Башлам, я не могу понять некоторых людей, которые говорят, что они не с гор, а с равнин. Ну, когда же они с гор спустились? Нету ни одного тейпа, исконно ногчи тейпа, который не с гор. Таких тейпов нету. А иначе они не могут быть даже ногчи. Они не могут быть древними. Каким образом? Ну, Ялхой, Ваша, там какая ситуация? У них такая проблема, они вот буквально им без малого там 100 лет. Вот так вот. 100 лет, 1080 лет. По местности начали себя называть, хотя это просто откололись, так сказать. Свой, говорит, пошли домой. Куда домой? Ехкий план Шервай Бахи, Башлам. Вот
и я с ним. Конечно, это все, я же говорю, я очень был удивлен. У Мелхи, вот я просто-напросто, когда я изучал, не потому что там мои родственники и так далее и тому подобное, я изучал историю именно про этот тайп. Там есть в историческом плане один промежуток. Вот кажется, поэтому их немножко передвинули, так сказать, вглубь нашей территории. Они вели очень ожесточенно кровавые разборки, причем не только с соседями, но и с некоторыми из своих. Есть промежуток места. Я не стал как бы на этом акцентировать внимание, дабы не поднимать этот вопрос. Но не всяких сомнений, кажется, Митхо еще их называют, да, Мелхе? Митхо, Мелхе. А так, конечно же, так вот. Тхобу Асаол, великий Ахчимуат. Конечно. Ну, не столько диалекты. Диалектов у нас не так много. Говоров 10, а диалектов 7, кажется. Ну, у нас есть это видео. Надо его опять загрузить, чтобы люди не забывали об этом. И Черхо, я жду кофе. Жду. Мне одна сестра обещала четкое, мощное кофе. Кофе, к сожалению, ко мне приехали из 10 человек братва. И они выпили все, что есть. Поэтому пока кофейца нету. Чайкуем. Чай я не так сильно любитель. Поэтому... Оша, хирюдауа. Нет. Не все нахчмахоевские тейпы произошли из тейпа нашего, это неправда. Из местности наших сохранились там, да, но не из тейпа нашего. Это видео вы можете посмотреть на странице у Даудова. 13-минутное или 17-минутное видео есть у него. Есть точно так же это видео у Нохчи Адат на странице. Есть у Кавказ Мир на странице. Есть у Даймахкам Бахо на странице. Альви, брат, я с тобой согласен, если это натуральный чай. Говорят, есть какой-то очень крутой китайский чай. Пуэра Юбахцу называется. О, Дик Дубах, я не знаю, не пробовал. Масахил. Один в Карабулакию, другой в Лечку. Хаяля сестра. Чикиндезе, чикиндезе. Ну, эфир был бомбовый, конечно. Очень хорошо мне план. Ялхо, мне в прошлом эфире комментарии не показывали многие. Китайский даром тишим дацер. Понял, Ваша, понял.
Так я ждал, что кто-нибудь выйдет в эфир, но, к сожалению, не вышел. По этому вопросу. Мисс Австрия, сестра. Алейкум салам. Мисс Австрия, да, у нее подписчица. Тихая. По шлам, это они эту девушку тянут. Да уже пускай, без разницы. Мои останутся, а остальные там по ходу свои обсуждения. Своих не отдам. Гроза. Аргоня, коренной тайп, милый. Жай. Живой оцара. Аргоня, коренной тайп, живой ду. Чертвой ду. Гарбулаки. Алейкум салам, гроза. Бил твой, ну, цыга. Бил твой, бел твой, вардлой. Цыга духтай, что сейчас всех перечислять. Энгной бу. Аргония духка. Ну, это город. Не маленький город, много людей. Ну, я теперь отвечаю на ваши вопросы. Ну, Таиса осталась, видите? Таиса Дацаян. Сумая был, сердца сестра, ее тоже я потерял. Мисс Австрия, Таиса, Амина Тасхабу, Юазиан, Даян Мацун. Чего? Устраивает, о, что я хазасу, ну, за древность этого тайпа ответить не могу. Büyüstü köy çapyanım gosun. Походу по ошибке запрос направила. Ладно. Нохши махку алейкум салам. Сегодня донат на Сбербанк не приходит. Приходит, многие прислали, то есть, но и мелодия звучит. Донат доходит. А вот то, что если сообщение с ним отправить, он почему-то, вот пайсендовские все дошли, и сбербанковские дошли, но не доходит. Вот Магомед Ларсаевич, два его сообщения, у него все пришло. То есть и сообщение пришло, и донат пришел. А вот остальные не доходят. Пайсенд тоже. Нет. Бекхан Типсуркаев. Ага, подождите. Зато на PayPal пришел. Я думал, сегодня вообще не будет на PayPal донат.
Но от Бекхана... Вот. Если самая старая башня находится в Чечне, и она 5-го подробнее. Где там? Вот. От Бекхана пришел донат, и вот с таким вопросом. Если самая старая башня находится в Чечне, она 5 века, если Тайп Баухай тоже в Чечне и называет себя Нахчи, как Тайп Галга могут называть себя строителями башен, тем более древними? Строителями башен на нашем языке Баухай. Первая башня находится в Чечне. Если оставить все и допустить их теорию, то они народ лишь 5 века. То они народ лишь с 5 века. Бекхан, я уже, честно скажу тебе, вот от Бекхана дошел донат. Скажу тебе честно, я уже и не пытаюсь их как-то переубедить. Да, у нас считается, что наша башня, которая самая ранее датируется и которую нашли Бакаева с 5 по 9 век даже, пускай даже это не будет раньше. Более раннего периода я не видел, честно сказать. С другой стороны, Баулай, конечно же, это наш Тайп, исконно наш Тайп, всегда был строителями, мы их называем. Ну, у нас есть, и у них, наверное, тоже есть. Я к ним уже лезть, честно сказать, не столько хочу. В некоторых данных я читал, что и Терлуай являлись очень хорошими строителями башен. Но Терлуай, Тирвай, они наши. Спорить, что они были только там нас строили, я не хочу, конечно. Путник, 4 единицы. Вообще, очень скудная информация про Галашки, что она входила в состав Малой Чечни, что они были на стороне имама Шамиля, есть небольшая. Поэтому, конечно же, там есть и такая ситуация, когда как вам сказать? Освободилось. Спорить с теми людьми, которые по галашкам. Я 1-2 раза озвучил, после этого заскринили, точнее видео это пересняли, отправили, начали смеяться, типа того, что якобы я говорил, что Галашки это Чечня. Я не говорил, что Галашки Чечня. Я сказал, что Галашки, вот это селение Галашки, это местность, которая, она входила в Малую Чечню. И она входила в имамат Шамиля. То они хотят, чтобы были с имаматом Шамиля, что они воевали, сказать. То они не хотят. Там Барахоев чуть ли не утверждает, что ни одного выстрела никогда ингуши не делали в сторону Российской империи. Я этого не пойму. Честно сказать, поэтому я не хочу влазить туда. Честно, не хочу. 5-й, 9-й, даже 10 век Халита. У нас есть и археологи, и есть у нас и доктора наук, которые говорят, что до каменных башен у нас были и деревянные башни. Но эффективность этих башен со временем, конечно же, утерялась. Их вот на сегодняшний день, их аргументация, почему у нас они сохранились, почему они у нас есть, а у вас их нету. Ну, конечно же, это снова опровергнуто. Еще в 60-е, 70-е годы, когда был Советский Союз, был ЧССР, даже в этом случае на территории Горной Чечни намного больше и захоронений, и склепов, и подземных, и надземных, и солнечных захоронений, так называемых, и гротов, их намного больше. Это 100 раз писали, публиковали. Что касается петроглифов, что вот эти тамги указывали, все это делали. Но я, честно сказать, я уже смысла не вижу это опровергать каждый раз. Нету никакого смысла. Ты показываешь, и люди начинают говорить, вот вам больше нечего говорить, кроме как, допустим, кроме как о том, чтобы там обсуждать или говорить об истории. Подождите минутку. Допустим.
начинаем говорить о книгах. Был период, когда начали говорить, что якобы вот у нас есть книги. Вот эта книга. Вот она. Книга, которая называется «В поисках национальной идентичности». Книга, которую по утверждению сказочного этого долбозвончика, генерала стратегического назначения, он говорит, вот это самая антиингушская книга. Вот это самая антиингушская книга. Чтобы вы знали, книга Эздел, я вам показывал, первое издание у него появляется 2004 год или 2001 год. Монографию я вам показывал ее. Она у меня тоже где-то здесь есть. Книга «В поисках национальной идентичности», которая считается самой антиингушской, а других просто-напросто нету. Других просто нету. Напечатана, которую они говорят. Здесь эта книга напечатана. Опля, смотрите. 2012 год. Книга напечатана 2012 год. И он начинает говорить, что вот, а написал ее, говорит, вот чеченские правозащитники. Давайте, чтобы было понятно, я хочу здесь буквально одна страница. Я вам зачитаю название каждой. То есть это о чем книга? Послушайте меня. На секунду просто послушайте, о чем эта книга самая антиингушская. По вопросу вы уже должны понять. Да, они говорят, что против нее якобы Эздел написано вот, и так далее и тому подобное. Слушайте, оглавление. К истории вопроса. Первая тема. Об этнонимах и терминологии. Этногенез чеченского народа. Структура чеченского общества и ее расселение. Формирование ингушского народа. Заметьте. Формирование ингушского народа. Никакого оскорбления в оглавлении даже нету. Народа он написал даже. Если бы это было оскорбление или написано против кого-то, звучало бы иначе оглавление. Дальше. Вхождение Ингушетии в состав России. Участие ингушей в Кавказской войне. Попытка христианизации ингушей, принятие ислама. Чеченские тукумы, экки, уарсхуай и мелхи. История создания Сунжинского района. Положение ингушей в ЧССР. Письмо ингушской интеллигенции ЦК КПСС, второй съезд ингушского народа. Проблема пригородного района. Провокационная деятельность некоторых ингушских лидеров. Разгул дилетантизма. История по-кадзоевски. О чистоте крови. Об Эздел. То есть эта книга написана как раз таки против той книги. Дальше. О языке, о фольклоре, о башенной культуре, братская межа, административное устройство и население, о единстве чеченцев и ингушей, вместо эпилога, библиография, приложение, как чеченцы присоединились к России, о банхойце, время собирать камни, из выступления Лечи Умхаева, акт принятия присяги ингушами, награды за усмирение Чечни, прошение на имя Чернышова, постановление о дате единения Ингушетии с Россией, постановление Совмина СССР 183, о прошлом Назране, прокламация князя Борятинского, декларация о государственном суверенитете ЧИР, чеченские башни, если друг оказался вдруг, шли в подданство не из-за принуждения,
к 75-летию объединения Чечни и Ингушетии. Дискуссии с авторским коллективом истории Ингушетии. Н. Яковлев. Проблема изучения культуры чеченцев и ингушей. Б. В. Скидский. Назрановские возмущения 1858 года. Письмо Халида Ашаева писателю Мугуеву, историку Северного Кавказа. От Иосифа Сталина до Таймураза Мансурова. Услышит ли брат брата? Справедливость не бывает однобокой. В. Хамхоев. Малашбанохчий. Соглашение о границе, другие документы. Вот так в этой книге написано все, что здесь написано, указывается, и я его зачитал. Я вам его зачитал. Почему? Эта книга как раз-таки появилась уже после того, как говорится, появилась вот эта книга. Понимаете? Она уже по факту после уже появилась. Книга называется «В поисках национальной идентичности». Я не знаю, есть ли она. Мне ее подарил автор. Ну, так сказать. Здесь только одни документы. Здесь карты. Здесь точно, ну, как это своеобразный блог. Причем один из них, Умхаев, непосредственно человек, который... Здесь все, каждые документы, переписка между Чеченским государственным институтом, университетом и ингушским университетом государственным, где говорили, давайте встретимся, давайте поговорим. Здесь соглашение между Дудаевым, здесь протокола, которые совместное заседание государственных комиссий. Здесь только те документы, и которые они публиковали и делали. Это вот своеобразное разоблачение материала, который собрал Умхаев. Понимаете? Против этой книги никак не могли сделать Эздел. Эта книга вышла всего лишь буквально 8-9 лет тому назад. А та книга и еще прототип этой книги, она с 2004 года. 2004 год это нулевые. В Чечне далеко ни Умхаев, ни Нухаджиев вообще не могли и думать о книгах. Шла война. Вторая чеченская война. А даже если мы возьмем Первую чеченскую войну, в это время тоже, в принципе, есть одна книга Далхана Хазаева, если я не ошибаюсь, которая снова же не против ингушей, а о истории Чечни. Очень хорошая книга, в данной ситуации очень хорошая книга Ильяса Сигаури. Она с 99-го, она трехтомник был, четырехтомник или трехтомник. У меня один том вроде бы есть. Почему очень хороший? Потому что он более дополнен был в то время. Как раз таки Сигаури, он является Мелхевури. Он был, кажется, министром образования в то время Чеченской республики Ичкерия, если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться, конечно же. Вот и эта книга снова же не была против ингушей. Какие-то противодействия газетам, валикум салам, каким-то документам, прокламациям, они, конечно, были всегда, это в научном мире бывает. Но чтобы ногчий народ против нас там задумал, против этого задумал, то, что там рассказывают сказки Абадиев или Бузуртанов, это полнейшая чушь. Полнейшая чушь, не было такого конкретного против ингушей. Никогда не было. Самый мирный расход между республиками, это был расход между Чечней и Ингушетией, братскими республиками. Об этом очень много говорит Руслан Аушев, когда Ингушетия хотела остаться в составе Российской Федерации, а Чечня хотела независимости. Мы не говорим о последствиях, правильно, неправильно, но разошлись.
по границе было решено, что как сошлись, так и разойдемся по 1934 году. После этого прошли 2 войны. В этом же соглашении было, что у границы никто не будет межевать землю, что не будет строить новые селения, дабы не провоцировать. Хотя снова заявлю, у Джохара Дудаева в приемном кабинете до начала военной кампании стояли жители Малгобекского района, Псидахского района, которые говорили, мы ногчи, и мы не хотим, чтобы нас оставляли на спорных территориях. Об этом есть и аудиозаписи, и полевой материал, и люди, которые в то время ходили и остались живые, и говорили Джохару Дудаеву, чтобы не оставляли в спорных территориях. Я не буду указывать, какие селения, ну, приблизительно районы, какие я указал. Поэтому в любом случае, соглашение по сегодняшнему, по 2018 году, Ингушетия не потеряла. И Евкуров, Юнусбек, в этом плане сказал правду. Эхо Москвы. Или московский комсомолец, я сейчас не помню. Он сказал правду. Спорная территория была 80 с лишним тысяч гектар. По заключению Аушева и Дудаева. Чечня вернула себе, запомните, 20-30 тысяч гектар. И 51 тысяча гектар, которая была спорная, то есть ее даже бы поделить, 25 туда, 25 сюда должно было, если чисто гипотетически мы говорим, перешла в сторону Ингушетии. Почему? Опять же, только потому, что руководство сказали, что там сейчас уже проживает большинство ингушей. Построили Бердюрт, которые обещали не строить на границе, а построили на этих землях. Ну и все остальное, этих 7-8 селений перешли. Вот здесь у меня был вопрос. Сестра Агин Дана Тинца Яцин Яцхон Островский прислала такое название. Вот Аршты. Хай в 1934-м был в Ингушетии, а сегодня в Чечне. Как ты относишься к этой ошибке при разделе? Я к этой ошибке отношусь скептически. 8 сел оставили, вместо 8 сел Хай оказался в Чечне. То есть ты считаешь, это большая потеря. Сколько в Хай проживает сегодня жителей? Скажи мне. Пускай это будет Хай, пускай это будет Бамут, пускай это будет даже Ачхой-Мартан, пускай это будет Асиновка, Серебряноводская. Даже в этом случае это несоизмеримо с теми селами и людьми, прямо которые оставили и перешли сегодня они в Республику Ингушетию. Понимаете? Вот и все. Братское ли это решение? Конечно, братское. Территория сегодня уже закреплена. Она закреплена. Граница зафиксирована. Ингушетия ничего не потеряла от братьев-чеченцев. Хотя, снова же, по тем же документам и перепискам, которые есть в интернете, в свободном доступе, и мы их публиковали, с 2007 года подделали карт о том, что надо с братьями сделать так, ночи не откажут, и мы возьмем чеченские земли. Много каких переписок, и есть достаточно с подтверждением и так далее и тому подобное. Я думаю, с этим сложновато будет спорить, потому что это еще началось в 2007 году. А 2007-2006 год в Чечне шла война. Это была война. Даже, хоть пускай это будет местами, но это была война. Неполномасштабная в понимании. Хотя некоторые нордейские псевдоисторики пытаются сказать, да какая это война и так далее. Это была война. Поверьте мне. Хай выехал ю, осна осто. Шомо Сигизмунд. Паша, я просто не хочу даже спорить по этой теме. Там
8 селений оставили. И 51 тысячу гектар земли. Спорной территории. Кстати, вот эти 32 тысячи, которые указываются, они как раз таки были только в 2009 году прихватизированы и через 9 лет возвращены. За то, что их справедливо или несправедливо, но обнаружили и вернули, за этот жест, что их вернули, украденное обратно, Нохчи закрыли этот вопрос и оставили руководство Нохчичуа, оставили и разошлись. А какая разница, какие тайпы там жили? Арште. Вот, допустим, Арштах как раз таки, или в Даттахе говорили, Куза Ашбеш, Дукабеш, Нахчик Омахбул, и мы хотим состав. А вот Аршты, вот ты говоришь, кто там проживал? А какая разница? Это граница была. В 1934 году, когда сходились, кто там проживал? Какая разница? Почему, когда сходились, вы не обсуждали, кто там проживал, а когда уже разошлись и решали вопрос в 18-м, ты спрашиваешь, кто там проживал? Может, у Арства там проживали. У Арства и наши, и ваши. А может, Мялхи проживали. Это был казачий округ. Молодца! Он же не был ингушским округом. Аршты, зайди в эфир. Зайди. Запрос. Давай с тобой сядем, поговорим о казачьем округе. Какое к нему отношение имеешь именно ты? То есть в этих 8 селениях жили казаки, по-твоему? Что он был казачий округ, я знаю. Он не был ингушевским округом. Это была спорная территория. Ну, когда сходились, кому принадлежала эта часть? Ответь мне. Вот в этом вопрос. Ты говоришь, что это был казачий округ. А на этот казачий округ имели какое-нибудь отношение? Какое имели отношение? Чеченцы очень мало в ингушевском, Сунжинском районе и Малгобекском. Сейчас, конечно, мало, Лян. Сейчас, конечно. А реши этот вопрос в то время Дудаев и Аушев, эти арстхоевцы, как наши Заканюртовские, Котор-Юртовские, Самашкинские и других местах, где проживают наши уарстхойцы, они были бы такими же чеченскими уарстхой. Не ингушскими уарстхой были бы, а чеченскими уарстхой они были. Но он не был в чеченском. Окей. Чей он был? До казачьего периода чей он был? До казачьего периода он был вашим? Скажи мне. Если он до казачьего периода был вашим, как ты думаешь? Присоединение Чечни и Ингушетии решили бы таким же образом. Аушев бы сказал, подожди, Джахар, до 1934 года, до того, как он был казаческим, он был нашим. Он бы сказал это? Не побоялся, правильно? Сказал бы. Он сказал это? Не сказал. Потому что он знал, что он не был их. Он не был. Я не забегаю более ранние периоды. Я не хочу туда забегать. Оша. Во время расхода при Горскую республику, если ты начнешь про Горскую республику говорить, претензии, когда Чечня оставила и вышла с Горской республики, вот этот округ, на него не претендовали ингуши. Он в то время тоже не претендовался как ингушами. Да, чеченцы вышли раньше. Не претендую, потому что это был терский, казачий округ. Но ингуши не претендовали на него.
Это был анклав, где проживали терские казаки. Клин между чеченцами и ингушами. Поэтому по этому материалу Аушев не был глупым человеком. Он был генералом. Он намного лучше, чем ты знал. И лучше, чем я знал. И историю знал. Он знал, что эти территории до 1934 года не были ни чеченскими, как ты говоришь, ни ингушскими. Они были казачьими. А до казаков кто там проживал? Ну, я буду говорить, что там проживали ногчи. Ну, чеченцы проживали. А какие доказательства, что нет? Потому что Псидах, где проживает 99% ногчей, находится на территории Ингушетии. Но до того, как ингуши там появились, и сагапши, и нарки появились, в Псидахе живут ногчи? Да. Со времен Малой Кабарды, когда это была земля вотчина Малой Кабарды, у Бека Черкасского эти земли выкупили кто? Русские выкупили. А во время Бека Черкасского кабардинцев заселились туда кто? Кому туда позволили заселиться? Как раз таки чеченцы и черкесы. Взаимоотношения были хорошие. Не было вражды. А есть доказательства, что там жил ты? Ты вроде не ногчи. Доказательство твое, что там жил ты, есть у тебя? До казаков ты говоришь, вот Арште, вот давай вот так, просто, я тебя позвал в эфир, ты не хочешь зайти, зайди в эфир, запрос, давай с тобой поговорим. Ты говоришь, что там жили твои предки, ты можешь поклясться мне, да просто здесь, поклясться мне, что там до казаков жили вы. Ваша, я не знаю, кто ты. Я не знаю, какой ты, к кому ты относишься. Какой национальной, субнациональной, субэтносу ты относишься. Я не знаю. Этносу, субэтносу. Но я хочу тебе сказать. 1000 вообще до основания даже Назрани. Эти земли тоже описываются, как, чьи они были. Как ты появился там, я не знаю. Я не знаю просто, кто ты. Тайпан Миру Цаасова. Твои предки были, бах, тебе ничего не стоит. Ты просто можешь сказать, я такой-то клянусь Всевышним Аллахом, что в 1863 году там жили мои предки. Адуйба ищи. Если ты поклянешься, я все. Да, твои предки жили там. Все. Сауд Алундаст жили. Ну и в Чечне, в моем родовом селе, где мои предки живут, сегодня живут Тайп Алла. Ничего же нету, никаких проблем. Подожди. В Малгобекском районе, например, 80 тысяч ингушей, ты говоришь. Лянов. Я согласен, пускай там живут 100 тысяч. Ты сказал, что там 5 тысяч, да? В Седахе сейчас 5 тысяч, ты говоришь. Ногчи живут. Я тебе не об этом говорю. Мы говорили как раз таки о другом. Откуда вы появились и массово заселять Малгобекский район, когда начали? Ингуши именно. Не Уарстхуай, а ингуши именно. После того, как пригородный район осетины наглым образом захватили и не вернули. Так ведь? Ну ты мне ответь. Мне проще вот тебе писать проблемнее. Зайди в эфир со мной. Хаваля эфире, вала. Я же тебя не кусаю. Мы с тобой просто поговорим. Я не спорю с тобой. Я просто хочу поговорить. Я хочу узнать правду, как и ты. Ты говоришь, 80 тысяч сейчас проживают в Малгобекском районе. И ты говоришь, что 5 тысяч всего там живут чеченцев. Из-за 5 тысяч он должен быть чеченским. Я не говорю, что он должен быть чеченским. Я говорю, кто когда туда поселился. И кто раньше туда поселился.
Я же только об этом говорю. А так, никто. Я разве оспариваю о том, что я говорю о том, что мы претендуем, мы это? Нет. Вопрос уже по границе закрыт. И дать свой дючтик. Я с тобой просто разговариваю. Малгобекский, Карбулакский, Псидавский район в свое время, как он назывался. От целого Псидавского района что осталось? Один Псидах остался. Там в Акиюрте остались, да? Или Акиюрт он называется, или как он называется? Иштаца Сунца. Просто вы говорите мне, что до того, как он был Чейхердут Эху, отвечаю, но 3 единицы. В Малгобекском районе 110 семей Ляновых. Они живут там... Стоп. А откуда вы Ляновы вообще? Подожди. Ляновы происхождением откуда вы? Вот ты говоришь, Ляновы, они нашему народу близко родственные. Ляновы, Боровы, Ахриевы. Вопрос. Насколько я знаю, Ляновы не происходят из местности Малгобек, Карабулак и так далее. Их прародина, если не ошибаюсь, Джайраховский район. Или я ошибаюсь? Исправь меня. В Малгобекском районе 110 семей Ляновых. Они живут там, очертя много лет и до Осетии ингушского конфликта. Я тебе просто пример привел про одну фамилию. Я тебе говорю. Исконно Ляновы, Боровы, Ахриевы, если я не ошибаюсь, они не из Малгобекского района. Вообще. То, что они живут там давно, может быть до осетинского конфликта. Тоже может быть. Я не спорю, Ваша. Конечно, вполне это возможно. Ты пойми, если сегодня, если сегодня в Ингушетии живут мой тейп Эшбатой, и они называют себя ингушами, если я буду против этого, пускай они будут ингушами. Тут проблема не в этом. Ты немножко меня вообще не понимаешь. Когда вы начинаете говорить, мы первые, мы поздние, это неправильно. Казачий район, у Бека-Черкасских выкупили земли. Русские заселились туда. Да, какие-то земли оттеснили. Депортировали, да, ушли там в Турцию, ушли орсхойцы. Их земли захватили, потому что они воевали против царской России. Это мы все знаем. Как заселяли эти земли, я сейчас не хочу просто в это лазить. Ну ты же знаешь это все. Речь шла о 1934 году. Вы сказали, что до 1934 года там жили кто-то. И что он якобы... Я сказал, кто там жил? Вы сказали казачий округ. Я говорю, окей. До казачьего округа кто там жил? И вы начинаете... Один написал мне, что в 1863 году мой прадед, ты говоришь, жил. Ну, если 1800, не знаю, 1790 году в Назране жил мой предок. Допустим. Один мой предок. Или семья моих родных там жила. Я имею право сегодня на Назрань и говорить, что это наша земля. Допустим, есть предания, ченты, говорят, которые основали селение Ангушт. Ченты Тейп, чеченский исконный Тейп, говорит, что мы первыми основали селение Ангушт. Они имеют сегодня право это говорить? Или говорить, что это наше чантийское село? Обоснование есть на это? Ладно, оставим. Я хотел просто поговорить с тобой. Но это разговаривать нужно, когда говоришь. Жаль, что из-за этой темы я не могу спросить умного человека вопрос, который меня интересует. Задавай вопрос, Башлам. Один вопрос им задай. После присяги
кому им позволили выйти. Но это я не хотел говорить, я думаю, что это и так. Я не говорю, что мы первые или вы последние. Я считаю нас наравне. Но я считаю вас выше нас, чем то хоть на 1 сантиметр. Я за равноправие. Лянов, я вообще с тобой не спорю. Я не с тобой говорил по этому вопросу. Здесь был чувак, который мне писал с цветочком каким-то. Я об этом говорил. Я с ним разговаривал. Я с тобой не говорил. Ты просто как-то в этот разговор влез, и вот так получилось. Я вот... А услышь, рабы, не рабы, им шмадись, Владык Бич. Ну, Тайп Хуай, что рассказывать? Селение Хуай, наши пограничники, воины жили на восточной части нашей родины, Нохчичуа. Об этом знают. Очень часто воевали, особенно противостояли, Сюйле противостояли, против Сюйле противостояли. Вот, ну, я, кажется, про него написал, у меня есть про Хуай статья, зайдите, посмотрите. Там обо всем есть. Хуай исконно Нохчи Тайп, один из древних тоже считается трэпов, не молодых. Поэтому... Башлам, почему ты пресекаешь тут некоторых провокаторов? Лянов, я даже не успеваю ваши комментарии читать. Я же поэтому сказал, Лянов. Не провоцируйте, не оскорбляйте народ. Моя здесь, я противник этого действия. И моя здесь. А Тайп Шунди, не знаю, до Тайпа Шунди я еще не дошел. Я еще не дошел до этого, поэтому прошу меня простить. Утром на работу Чечениш Бяхмабил, то, что задержал. Ну, давайте еще минут 15, ну, ровно до 2 часов, если вы хотите, добьем, и дальше вас отправим спать. И я вас прошу прощения, чтобы Индия Доул. Я просто-напросто хотел поговорить о выступлении этих старейшин. Хотел поблагодарить, особенно хотел поблагодарить ауховских Уарсквай, наших Уарсквай. Аллах дэрез хилшун, Аллах дэла шуна Муаммадина бърт бяш, вай қам цханда гаш болчан. Массарна Аллах рез хил. Да, дикни хилду. Галанчош дорога открыта, арште. Для жителей, в основном, территории Нохчичуа дороги не закрыты, они открыты. Что касается для жителей другой республики, Ваша, это я не знаю. Это уже нужно будет спрашивать у орстроевцев наших, когда, что, я точно не могу. Если про окончание строительных работ, это еще далеко. По разговорам, насколько я знаю, она будет и заасфальтирована, и все будет там лучшим образом. Но до конца еще рано говорить. Эти дороги будут все лучше и лучше. Почему ты несправедлив ко всем слушателям? Например, тут сидят... Ола, опять ты, Лянов. Я это сказал всем. Ты не можешь упрекать меня в несправедливости. Я с тобой разговариваю. Почему ты обращаешь внимание на других? Я с тобой общался. Мы говорили с тобой. Я не смотрел на другие комментарии, кто там параллельно что писал. Как я увидел, я сказал, не оскорблять никого. Ни Галгы, ни Нохчи, никого не оскорбляйте. Не надо. Маби оскорблять, маби. Лучше уездоцик, мадейц. Дороги нет. Имеется в виду, если заасфальтированы, дороги еще рано. А так, дороги за 30 минут можно доехать до Орстроевских земель. Насколько я знаю, 20-30 минут спокойно можно доехать. Вот. Никого не приписываю, ни от кого не отказываюсь. Хочу поблагодарить, еще раз хотел поблагодарить всех, кто принимает таких судьбоносных решениях. Огромная благодарность нашим орстроевцам, всем, Цечуа, Мержуай, Галай, Ландлай, все, кто был там, Аллах, да рез хилшун, да дукдах дуашун. Массарнацу барт бяш юка шаш нахчиду вайцак амду вайцак хилладу хирду элчан Аллах да сиду элшу Аллах да ла йосмани хайшиду эл вай мялдеш вай барт сак буэл вай шадер сак хилитил.
Лянов, ну я же тебе поэтому просил, ты бы отправил бы запрос, мы бы с тобой пообщались бы. Я видишь, когда я с тобой общаюсь, или вот с Арштей, который был написан, я другие не считал сообщения, я только с вами разговаривал. Я не отвлекаюсь на других. Я же тебе приглашал в эфир. Ты опять же, и ты, и Арштей отказались пройти в эфир. Я же тебе не скрываю от тебя своего лица. Не надо писать, что Аллах рабы. Все мы рабы Всевышнего Аллаха. Оскорблять народы неправильно. Мади ицхамдаса. Если я еще раз такое увижу, я этого человека отправлю в блок. Я с рабами не общаюсь. И рабы мне не нужны. Понимаете? Вот о чем я говорю. Я просто общаюсь с вами. Я хочу с вами поговорить. У меня здесь не раб-стрим или не стримы для рабов. У меня здесь стрим для равноправных, достойных братьев. Все, чтобы было понятно. Оскорбление, унижение, борщ, латы, касдай. Заходите в директ и разбирайтесь. Разжигание межнациональной розни недопустимо. По этому вопросу есть статья. И Малилдия. Тот, кто начнет оскорблять, Пагалбери, если начнут оскорблять нас, Валлахи, биллахи, талахи, асбах царик, стег боржа яц, хачи элю бахас. Яке яц, якал яц, ямаа яц бахас. Кто может что-то сказать ночью народу? Кто вообще? Кто пережил хотя бы 10-ю часть, что пережил наш народ? Если на то пошло. Борщ лвайги и цеез. Борщ милуха, милуацха. Ханга худуюна духа, у борща люха. И да, свой дүйштик. Борщ вахошин, ишт мацак астана. Я уйдаиштак астана ишт. Оставим этот вопрос. Я никому не навязываюсь. Никому ничего не говорю. Я приглашал всех в эфир. Всех без исключения. Я хотел пообщаться. Снова же, по казачьему округу, по-другому. Я не беру никаких документов, ничего. Я просто, сидя так, дискуссирую с вами, что знаете вы, что знаю я. Пообщаться, как с простыми людьми. Разве я говорю, что я профессор? Или я разве говорю, что я там лучше от кого-то? Нет. Снова же, все, что может подвергнуть вас или кого-либо к статье, я против этой темы. Я противник. Но пообщаться, чтобы сбить эту спесь, чтобы сбить эту ржавчину, вот эту всю ложь, нагромождение о наших там, за противоречащих каких-то движениях, чтобы этого не было, я зашел пообщаться. Я зашел поговорить. Понимаете? Но когда я приглашаю и говорю, выйдите в эфир, никто не выходит. А говорит там мой прадед. Я сказал, окей, если ты говоришь, что ты жил, твой прадед там, поклянись, и все закончится. Ассаламу алейкум рахматуллах. Ва алейкум саламу. Джеку рабиуя. Хорошо, барик, амел бу. Ишт малам башлам. Шо баг милгибу. Хорошо, барик, амел бу. Барик баказ мелу малам. Тунда баг сахалет майлас Джеку рабиуя. Барикам хир бол тхтердат сахар хадиотер бадала. Башлам, савал волшвара. Когда вот эти люди приходят и говорят, что до... Слышите? Хэз. Когда эти люди заходят в эфир, строчат, что себе в голову лезет, не был хаши, ягоч, бог балаш, вистрел, теруёч, аш был наха, алш дол держхули, цабион ал держхули, трусы аде хер ваш бош, саяк камельш, юхт эпас да юли да храк тегец гуш лалиларш, хермейрунш. اش حيك بوخ شيء حيعيني صمت ولا خز افيري ولا حيخز بوخ بيتا
حي تعديات أمل تبين حي ديلا الميشر حي تير على خات عم خدرق وش تحاول تزعق أميل что та это уже ума дочь حاجة это ума дочь. Если говорить о тех, кто жил на территории Сунжинского казачьего округа бывшего До него, Барон, до него, не забывай. До его появления. Вот начнем с конца. Если этот человек утверждает, что до осетино-ингушского конфликта кто-то там из ингушей жил, то мы это знаем прекрасно. И знаем, почему жили. Потому что по возвращению из депортации не пустили их обратно в пригородный район. Точнее, не сразу всех и пустили. Хотя к 92-му году... Не, Саид, ты немножко путаешь. Они до депортации, имеют в виду до создания казачьего округа, они говорят, чтобы ты понимал. То есть 1863 год, а депортация Халхихила. Ты имеешь в виду депортацию в Турцию, которую... Им дается, Я про депортацию 44-го года. Не, он сказал, что его предки жили в казачьем округе до того, как там появились казаки и барцу. Ага. Пусть покажет хотя бы один источник, где утверждается, что его предки жили в этом округе. Хотя если он Льянов действительно, то я предполагаю, что... Нет, это не Льянов сказал. Льянов говорил, что он в Магобекском районе живут. Это другое. Разные вещи просто. Аршты это если тот человек, который действительно из Арштов, а не который просто приписался к этому селению, как наши некоторые ребята делают, после того, как депортировали наших карбулаков, наших орстов, которые с нами прошли свой исторический путь, трудный исторический путь, после их депортации тогда начали заселяться эти земли выходцами из гор Галгай-Кошки, который называется, или район Галгаев, часть Джайравского района. Если посмотреть, кто жил до образования казачьего округа, кто там жил, кого там выселяли, то мы элементарно у каждого ингушского автора встречаем, написано: ингуши поселились на равнину, в Тарскую долину в 17 веке, допустим, где-то в 16-17 веке. А когда они поселились на равнину не то, что Сунжинского казачьего округа, а у Назрани когда они появились? У Назрани они появились... Начало 19 века. Да, только после первой присяги у них начали образовываться там какие-то селения. И то самые первые поселения образовывали, договорившись или взяв разрешение у кабардинцев и чеченцев с тем, что они должны были еще выплачивать, в том документе пишется дань, но, скорее всего, здесь какая-то оплата или еще что-то, должны были не препятствовать распространению ислама на этих землях. И таким образом они первые 3 поселения, небольших поселения образовали у Назрани. Потом заключенный ими договор с чеченцами и кабардинцами они разорвали, подписали в 810 году вторую присягу. И после этой присяги начали заселять побережье реки Сунжа. Потихоньку они с территории Назрани после своих присяг добрались и до земель казачьего округа. Элементарно среди казаков было достаточно... честно сказать, Саид, мне вот интересно. Вот он говорит, что заселились. Но, насколько я знаю, в 1810 году вообще все количество перепись, когда делали царской России, исследователи говорят, что было всего лишь 9 тысяч ингушей. У меня вопрос. Как 9 тысяч человек, это по сути немного, это сегодня фактически одно селение, Беркела, их там 10 тысяч, Беркела, уже чуть больше, даже 12 тысяч. Как на такой огромной территории для 10 тысяч человек даже, легкую территорию, зачем и смысл какой? Говорить, вот оставим, хорошо, они могут сказать, они не пошли на Назрань, они пошли обход Назрани, вот по этой тонкой тропе, по карабулакским землям и заселились там в казачий округ. Как-то вообще-то с логикой, я просто не могу понять. Во-первых, 9 тысяч человек. Во-вторых, это даже пускай, гипотетически представим, за 50 лет насколько нужно умножить количество людей, чтобы их стало, там, не знаю, 50 или 100 тысяч, чтобы они могли переселиться. Там такая плодовитость должна быть. Просто, мама, не горюй.
за 50 лет, чтобы от 9 тысяч их стало 50 тысяч. Да, это не плодовитость, это обычное приписывание наших обществ, наших земель к их административной единице. Это повторялось несколько веков назад и повторялось в современное время. Последние чеченские 2 войны ослабили чеченцев, развязали руки ингушам, которые были лояльны России, а чеченцы в силу того, что они выступили против нее, были, как бы сказать, мягко говоря, злыми бандитами, которых можно было бы не слушать, с которым нужно было там наводить конституционный порядок. В общем, это политика, это большие разговоры. Наши 2 района вот до казачьего округа, ты ничего не помнишь до казачьего округа? Кто там проживал? Сейчас я потихоньку дойду к этому. Ага, все, не мешаю. 2 наших района оказались во времена войны за ингушами, без голосования, без выборов, без договоренности старейшин, без шариатского суда, без ничего. Просто танки приехали, помогли кому надо, все, они оказались в Ингушетии. Все, попробуй теперь, злой чечен, возьми свои земли. Нет, так не получается, дело не пойдет. Да и братья не нашлись, которые сказали, Галгай, повежри, Охчалы нохчи мабайн, цацкамял дешсек. Вежри хиларите, что нюка эл. Галай, свободе, ногчи, камц, илкерч, ду. Не, войнах, ты забыл, не надо говорить ногчи. Войнах надо говорить в этом войнах, боку ишт камялдеш. Царь дирик камял, свободе, ногчи, камц, илкерч, ду, ногчи, команд, элетта, ногчи, кам, ва, ахш, ду. Аддит церлатнаш, эхьятр, ду, шумцах, ятах, шу, боршки, ат, эхьян. Идешниш, эл, ца, галгай, кант, хагайтейшсон. Ца, доккум, дуки, ца, мугне, гамавезе, отцу, вежери была, ца, мугне, хас, борш, ваш, хилмавезой. Нагасана бистхил цабяня, бистхил цахитня, борш вежри. Так кой хадахкин, таван камял да цаюш. Мадиет хон камял хадюли. Дигду, тон войз, я знаю, допустим, людей, которые поселялись во времена, до депортации орстойцев в Турцию. Допустим, Куриевы. Кури юрт олш юртига, если я не ошибаюсь, гажар юрт ацаарцана юха юкез. Кури юрт. Кто такой был Кури? Откуда? Леймой Барюш, Леймой Барюш, Ломар Барюш, Галгай. Кем он был? Он и его брат, его двоюродный брат, они все были на стороне царских войск, они участвовали в экспедициях на земли чеченцев, карбулаков. Элементарно мы понимаем, как эти земли им достались. Дальше. Разве мало документов или подписанных соглашений у ингушей, допустим, в тех же договорах о присяге, немало говорится о том, что они будут получать захваченные у туземцев, у плохих ребят, так сказать, соседних народностей. Да, все, что они займут, должно принадлежать им. То есть у них был двойной мотив. Вот которые сидят, люди не знают, что у них, допустим, наши некоторые братья сожгли наши селения, сжигали наши селения, занимали таким образом, всегда примыкали к тем, кто против нас, большей частью, конечно, единицы или малая часть тоже была, которая переживала или хотя бы не участвовала во всем этом. Вот эти все моменты они забывают. Они не знают эту историю. Им показали на карте о том, что 1880... Я знаешь, что думаю, Саид? Ты не думаешь, что я с тобой не согласен или тебя перебиваю? Нет. Живая должна быть дискуссия. У нас с тобой всегда такие спорные моменты. И я думаю, что они предполагают, знаешь как? Они предполагают, раз у Астхай, они не чеченцы, они ингуши. А ингуши, значит, это наши земли. И мы претендуем на эти земли. Я думаю, на этом основании они непосредственно претендуют на казачьи земли. Но подожди, окей, если так пошло по логике, если это казачьи земли, до казаков, они говорят, их были предки, там, подожди, а Грозный тоже был казачьим городом. Сегодня получается, что кому принадлежит Грозный? Если их спросить, они готовы, как некоторые наши соседи, отдать кому угодно, главное не нам. Они готовы даже свои земли. Вот, допустим, на митинге. Сколько слов было про пригородные, и сколько где их отцы похоронены, где их русскоязычный этноним, откуда у них пошел. Сколько у них сотни тысяч людей там уже под землей, там, сколько они там несколько веков прожили.
где они были, когда надо было говорить о пригородном районе. А как о чеченских землях, там у нас братьев нету за рекой, там этого нету, чеченцы вероломно поступили, чеченцы предали, чеченцы воспользовались поддержкой Путина, еще что-то, третье, Да десятое. не пользовались никакой поддержкой Путина. Если бы пользовались, они жили бы там, где жили до объединения, где они никогда в жизни не дошли, их территория никогда в жизни не дошла бы до той земли, до которой дошла сегодня. Если бы они не пользовались поддержкой царя, если они не пользовались поддержкой тех же казаков, если бы они вместе с этими казаками не делали то же самое, что делали эти казаки, то их земли были сегодня в лучшем случае до Назрани. Все. А если бы они совсем противостояли бы, как нам, они также по-прежнему жили бы в Джайравском районе. Все. Если, на территории, на равнине тоже были к тому времени у них земли вокруг Ингушта. Большие и малые ингуши. Вот там бы они и жили. Вот так вот подумать надо. عيني أبرجاني بقى باخي غلغة آري أوشل متك داون سلام поэтому غلغة آري تعشيد واش الله почему ты обманываешь людей на книге же есть это место где غلغة آري بدك داون سلام как ты подделал этот ролик Мадар Хадисахинс Хамеши подделать если на бога ну ты шею баки зачем ты подделаешь вот эти целые меняешь топонимию Сулейманова урочище несколько сот квадратных метров, на которые поселились переселившиеся из закровной местности ингуши, которых мы приняли посреди обитания таких типов, как Тумсой, Чинхой, Эхкой и так далее. Посреди их территории появилось вот это небольшое поселение, которое, допустим, 2 века назад состоял из нескольких дворов. Те же самые, допустим, вот эти братья, Тимурзиевы, которые оказались в Чечне после своих разборок, допустим, в Ингушетии, тоже жили в Чечне. Они их домик могли назвать там так-то Вайдорчан, он дух будешь. И в городе сегодня есть духа будешь, но никто им слова не говорит. А что они не вспоминают, что это Галгай-Ари, что это урочище галгайцев, расположено на Нохчи-Ари, на территории Чеченской равнины, которая простирается до Карабулака. Почему они такой момент не замечают? Почему они на месте села Чермен не видели хутор? Просто я понимаешь, не знаю, если это не записал Сулейманов в своей книге, то это все, это неправда, да и хетио. Ага, то есть, даже то, что он записал, если это невыгодно, это уже автоматически неправда. Да. Почему в исправленной книге Сулейманова нету вот этого места Галгай-Ари? Они скажут, что мы это стерли, 3-10, или как они называют, Базоркина. На ранних картах упомянуто село или поселок Хуторок Чермоев. То есть Чермой наш тейп. Они не J2 даже, которых вы себе там приписали бы в случае чего. Получается, Чермой жили до пригородного района, до Базоркина, до Мочклюрта. Те же самые предания, допустим, про Ангушт и так далее. Про Чинхой. Хубара башла, походу. Асбах, то, что Ангушт первый открыли, чентейцы болгюся, предание. Да. Киуда рецега башлам, хахва мегардоваш. Ну, у нас вообще по тематике, я надеюсь, ты понимаешь иронию, сарказм, то, что я это... Шариатский суд, допустим, если они придут они верят в то, что по шариатскому суду земли разделят 50 на 50. Это нужно быть огромным придурком, чтобы такое предполагать или утверждать это. По-другому никак нельзя. Когда 1,5 миллиона чеченцев и 500 тысяч ингушей, даже в этом случае, после того, как несколько столетий чеченцы сражались за свою родину, погибали, орошали эту землю кровью, даже после этого человек, который вас будет принимать в шариатском суде, посмотрит вам в глаза и заплачет, наверное, от того, что увидит у вас такое бесстыдство. К народу, который сражался, во время его сражений, 2 района присвоены, и потом прийти к шариатскому суду.
Конечно, у этих людей, которые утверждают такие вещи, никогда в жизни духа не хватит на какой-то шариатский суд пойти, потому что у них элементарных доводов нету. Единственное, они что могут, вот этих молодых людей настраивать против нас, пудрить им мозги, чтобы они нам не верили. Мозги. Да, какую-то нашу одну ошибку выдавать как, допустим, за глобальную, общенародную, выставить нас где-то на нашей ошибке лжецами, допустим. Мы же тоже можем что-то сказать и ошибиться. Они этой ошибкой пользуются чисто для того, чтобы опровергнуть все наши факты неопровержимые, чисто логическим образом. Поставить элементарно книгу, документ, показать стороне, которая приняла нас на шариатский суд, у них ничего не будет. Даже то, что будет самое раннее их поселение у Назрани, как было построено, мы опять повторимся после того, но как... эти архивные документы, они официальные, у них все это есть, и там написано, где они просятся, разрешение просят, и есть официальные рапорты, где они говорят, что мы просим вашего подданства и разрешения вас поселиться у крепости Назрань. Эти документы, это не твои, не мои, это документы, которые есть у всех, и у них в первую очередь их архивные документы, это указывают из Ваиди Номадас. Мне просто интересно было, Назрань из Амитарю, я туда даже не захожу. Мне вот просто интересно было вот оспаривание их казачьего округа, почему они претендуют на это. До этого эти земли были кабардинские, это была часть Малой Кабарды. Кабардинцы, бек черкасский, который позволил поселиться, ну, по сути, позволил Аджнис Даса, поскольку у нас были очень хорошие взаимоотношения с черкесами, адыгейцами, черкесами, называйте как хотите, правильно, заселили в этой местности, которая называется Пседах, чистая вода или чистая речка, заселили чеченцев. Точно так же в Акиюрте заселили. И они считаются, что поселились там еще с 18 века. Не в середине 19-го, как они указывают, 1863. А вот как раз таки, потому что в Пседахе есть самые старые захоронения, черкесские, адыгские, которые 1780-х или 60-х годов, по данным, которые на них есть. Пускай даже так. Пускай это будет в 1800 году заселились. До основания еще Назрани заселились туда чеченцы. Это уже первородство моей. Однозначно они заселились туда раньше. Раз. Во-вторых, в то время там не было ни инарки, ни сагапши. Не было таких селений в то время. Если эти земли принадлежали беку черкасскому, ну вообще эту гряду, Малая Кабарда, потом эти земли по документам официально царская Россия выкупила у них, у кабардинских князей, у черкесских князей. Купила? Они заселили туда кого? Кого хотят, правильно? Часть оттуда в Орсквай ушли. Кстати, ты не поздравил меня. Наши старейшины, орсквоевцы, на встрече с Даудовым заявили, кому они принадлежат, кем они являются. Два смотрели. В прошлый раз Юс Исушмалоха по их поводу. Ты видел, что мои старейшины сделали? Ты видел это? Почему ни слова об этом не говоришь? Ну, то, что Орской, что наши Орской они показали еще на деле, и не вчера, и не позавчера, а веками шли с нами. А те, что откололись или не могут понять, кому они принадлежат, дальше свою работу делают. Цен веселый мухла, галгайл шел, чугает, шнохчихилч. Чугает, ещё, чуцагаешь, А вышел чугает? Адвокат, бюся? Адвокат, бюся? Царь тогда одинся, она нохчичун, цам питан дешвек, сол, а нохчи комана, это айнаш нихшил чена. Питан деш вышел, царь бистхила боч болнаха. Юка сухабой, сюр капитан дешвоя, хонкам ези цели, он дешах тердуя, хари вожей бош. А им штица не стать. Ша так горша волч, так горша. Добро пожаловать. Добро пожаловать.
Я к этому уже привыкаю. شاتك بورشا والشتقوه شيقوم أنت أنيخش حيقويش دعسيات أروات دعسيات تعا على شوي صو دالله سي مل دالله سي كيرا سملدو سي قوم تخوتش دوش دالا دوش والشا ستو يشوم ستو ترويالشا ستوش دالا مسو كيبر دالا ديري قوم ناي غلا هورشوية وشوية بوش يوم شديتن داتستاق يوم دوش سخيلشي عدسويش بيتان مدايا سوخليق بيتان هقشين شراحة بيتان غاتنك سوخليق يوريك خلي هي تلت حق آمنا نخشي باش واخوشنا ميچا ينيو ميچا دنيا چوحانا دنيا چولو سخوشل يقا يبوشل تناخ واخوشن نخشي باش سامشو چناها ويدات سگا هو سخوشل هما اتنيق اتخيل ديها عشتا بجري بات باخ وداخيتن ازر تغن يقع تسام غلغا چواليري چنگ تسان غلغا چواليري چنگ ما قال إشت بوي تانيقع بجري بو تارش ديتش بيلا بيلش دعيرش تانتي بانت اياقش راز ياقشي بيني اولشي هر اولشي وجه صنع وين عطاني ما كايل بيني حقيقي يحتخيت شنسان شيء ما كايل بيني انت انيخش حقيقي يحتخيت سان وين نخشي جو يلا يلق ور بين اوش بيني ياتي نخشي جو بين يو شو بين نخش حقيقي حقيقي هو خلشي يحتخيت سان так иш мухил ханоши ован эрд олшен вож олшен атсай жоп дел хажал кенти якен боршотомш шунах яц аш такам махиядия шут такам дитсал шо держе халат в лучшем случае шубхири галгас кибит билаш вот ваш уровень алла Саид. Сайт перезагрузите. Я что-то не понял. Сайдик там элер. Раз, два, три, четыре, пять, 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 пять. Сайт. А связан хуйла. تلا خات يم يو يقولا Все, давай, пожалуйста. خزي صباح عندك خزيتي خزم خزها почему так حلل الواي فاي عشان متر يحكي تعاون ديت نتشال شو سينجل ترى عينس تعجبوا نقطة جت من متر يحكي عشان لقوش متي العزاء متر يحكي متي هون أنت عاوز إيه صبايا ديك يوخ هاي Сайд забаше мегадат. Он сегодня вообще сарказм был, что дваш қиет цақиет. Амин албақ қалан забарах цақиет бари айтан точно. Тан Сайд забарах цақиет бар амейс. Я тоже пропадаю. بشلام دوا زبرخ قيت صلاة ملخة تجي شيء ويلي خاصة خزير يا سأل خزير شو جواب وش عشموسة تو بديت ديلا سبيح بويتي يا شر عجزو حاجة حبي أخبر شكل دور حوزيها حينا سبيح بيع إنسى
Ой, моргуш олсон. Сурам. Akçua bolçan guş bu xeçeyle şu meço zelç kuş. Это. Amin as ayadi Başlan sen no. seni dahi şiron. Hadisa sayed. Is ein no der mig ol schwarsa. Insa şanok şu. Bu da gidip sayed. Tak bu Sun hugi ellik dari elle bolsun. Hugi samonsa elle sun segi naone washa sun gishgila sun sayna advocate as qoy afiriya ina ala sun haq ya suqa qamir sayasha شو حالك أصلا عدو الوش خينا سون قول لي خواتين غرج أشو شقي أولي يشخليه شو هين صحابكين سونا سيد حدش يقول دلع سون ميال يأتني رولك برناتسيزمي سون ميال حويانو الأدوكاتي لينغويستي إشت مديلة وشت مديلة هر وديك خلا خزا وزك وردنا أعمل غدينا دعدلو أستيقح أول أخيتم بوي تيجع باه أس أحتيجع أورش خيتم بوي تو أول تها خيتم تخش حسيك هاو صون نتا تشيز دام هاي شو بس وجا هوك حال ما قاتش شو أدوك شيء هالشيء دواء حاجوش شو ولا هين صار أفيري شو اللي هيحجو شو هيحمش جو شو هيمنين يوها هتشو ولا سكيري سكيري أسرعكم تصبح صار وز دوش قميل دياس وات سو энциклопедия да и сайт опускать ваш вот я хочу поговорить я хочу услышать твое мнение. Говоришь А, говори Б. Но хаве она сайду цаалир, босламу цаалир, хокчуа манацис чбо хагул бел ас. Ну ничего, худу. Хайтан дица ишья, зуд берш дица, хо бабник хул, хо зуд рибалбар дица, хо жена ненавистник хул, хо эн бабниш бица, йолок диц вола хрях вохабист хул, айдал диц вола хрях террорист хул, путиновиц вола хрях Джеки Чан хул, تخرج تقبل هودي وابشي هم تصور واخد ديلا ما خزدق شو бош ахсу я не знаю надо как-то к этому уже заколебательно я просто-напросто почему я принял тебя эфир в первую очередь я хотел услышать твое мнение как раз-таки очень по казачьему округу и поэтому решение это само собой и продолжить ее и второй вопрос у меня возникает, если ты будешь вот саму я на это сайт натыкаюсь каждый божий день. Я устал от этих адвокатов. Зудчу класса, йола хундати, гаски хунди на эфири, ахцун тань хунд элери, ахцун мару сундели, нохчи зуд берш далеч, марш was доудяш, гаски зуд берш дяш, нохчи зуд берш доудяш. Сатха вот эйтин вообще حلق объяснять до свет здесь буду когда чего объяснять нет но чищит сам даться вниз по этому поводу не переживай хладнокровно у тебя есть люди ночи адат вечер хочу уж мнение уж дегда уж вил абсолютно нервничать холодно отчужденно по фактам без лишнего оскорбления и все остальное. Нормально. А нервничать яшгой, а я переживаю яшгой, они будут делать все, чтобы тебе каждый раз это доставать. И чтобы ты от этого отказался. Тактик мой лайон. И нехчерич большой, и калмыцкий ханчи, учи нога, когда ты объясняешь, насколько человек должен быть конченным дебилом, который не понимает, что такое кавказианская раса и монголоидная раса. Но не может быть Саид монголоидной расой, когда он выглядит как европеец. Ты должен быть конченый дебил, если это не понимаешь. Петя, они до сих пор утверждают, что мы там новые. Да, и дебилю я, и цунцхис ушло, ха дебилю. Один раз объяснил ему, что дебил. Сундель, не нервничай. Отчужденно, четко, тихо, опережай по фактам. إيش واشين أقول لك ويتربحتون تار دلشة يحترياتون حابة أحكي وقع ببلتات دينا حونا سونا جرزة ولنا نوتشينيش ياشا أشيش تدوشون أشنيش تدوشون أولي كتاوريو ده كان ساهد بيحكم بالله كياتشاوي الحوية ثانية материал шлёшь, кинчик шлёшь никто не будет свегло два я это 2 года уже столько повидал на своем пути я вижу сколько отказались уже в конце говорят, когда ты им говоришь, ты до сих пор воюешь, Башлан.
Конечно, воюют. Прошло 2 года, если они не отказываются и до сих пор говорят, что эти земли мы украли, вот ваша власть сейчас падет, эти земли вернут Бог, аж будешь. А почему мой народ должен отказаться от этих земель? Почему, да, цикл что и вот эти свои политические амбиции, не должны политические амбиции мешать тому, что ты защищаешь свою родину. Все, Сайд, бях мобил, адвокат, шабях, насвик, абхи, баха, вишла. Бела, ишхарцам бат башлам, ишхарцам бат сивам хайна баха. Башлам савал, валахи, мелчо боршва, та хайндуха герзату, шедла милха герзат дасос, бом дасос, бом хулюли, автомат хулюли. Хайнлук ясос, он борш бал, том бешвал. ماستغوي والله خيتنا يبورش وش وجرل بعض إزر زغلة هم خيت يبورش وش وش شا كوي تخو شواتي تغنى خو شواتيز تاع نوري أول تاع نخ سباك بورش دلدشة حوالا أول يو حنا دينشر قدرت قدش نشولش در نخش أول شا شوي زو تان أقوى أن يلوبو شو هم شو خينا يلو لطلش خينا يلو هم شو واخوش نمركه канализации не сееща, нет не слабеща, светофор не сееща. Сасон со юхшел и корт бохошел даях еща, ха-ха-лаца. Нахчуч бухуахошен, совет тейпов юбох, совет избранных тейпов. Шейн резоцу, шаш резоц, что тейпе представитель ар-вахцар. Исключить вот цар, юхшаш бина корбух ичи, хакоик цар, вож дакоик цар, шейн визар хакоик. Совет избранных людей из избранных тейпов, из ищцахул равноправия, демократии. Хулишела, полный рост халес, сахила, показухшие, вы такие, вы пехотинцы. И дас хамешься, даш атадез. Равноправие мухул. На каком бы мнении человек не был, пусть он выскажется, пусть он скажет свое мнение. Если это мнение не в ущерб, допустим, как бы сказать, если это мнение не призывает, допустим, убивать там несправедливо людей, еще что-то, какие-то там другие там притеснения. Я это понимаю, там ограничения должны быть. Но тут на простом деле ногчи волч пошел, он элчи, ногчи комац, борт без элчи, ногчи чаша был, выжешься, югмет игниселя элчи, и давал школа, и совет тейпов ю. И совет тейпов ю, а ю был шершую, цуте элчи. إيش تعداتي وصل قميرش دش إداس قميرش دش شركة جينا خي بوشين يوغي كجينا حق بوغي وين قميرش دو سو كجيشنا خنا جوك موديلا إيش عدبيتي حوق حينش خلقوجوش بيتن مغاتي يبوصلشنا خنو موغ بيبوخا بوصلشنا خنو قي برد حطك بورشا تخيطك تسان أحد دا أرقونات سنوات نشتاس ديلش حي دايبه بولكش شورك دا وري دا حلا أخكن إيه أورغان ديها أخكن سير تاني لاتنش دالا так хиета мэгцан албош цхиета мэгтака ундалж ахи улла пригор нят он беш барцер меттан хуна адин чаху ат авишвар рамзан дуала муссан дуала хавар вишвар унохчи вообще бай бешвар хавар хотака мацхиетсан адам так худучу хай хаборт безашуй нохчи qom циц ду борт безар нисник дезар суна вома дат суно мацдох والله وانا اسبقش ناخي قيچار خينرش ناخي ستو بيشورك ستساوين تاني وقر تاقسيوك سايد حط اخ موانا واي غاختوش داس و نوخشي دوالش سو قيترو سوت اخ مالو مت гейта гоч حاجيتا по факту ما до ясо галял шума дат бог цадоком до что хадуй шума дат таксу но до а виш халка ти догда ти это волны не переживаешь виш шамяцерсен да цажим да год целовок нохчи в бог нах и шайдич Абуйтес нохчи. Нохчи мхир бариш, да, ех бели шеқоман зардуйцур, це гушин меркел, цанвахо, шиншнах, оккулат, наш трейх лобор, камелдеш, болна гуш басца, и бо буду. Нохчи хир бариш, да, юшмета, цару гин бацап. Дела, сун бодик десла, сун, ишт хум дюч бола, сунам цаетеш нохчи. Хунде хай мох дало бошгелш. Мăsumă te oat sol tălăș so cosmopolit oat să moh țabe bat să dai șoc moh ca in toan bin ba ca ba so tăl
سر مليلك دعتي سر دعبي للوقشين داوش كلشن أقم وده بيشبر إزغاز كشن دول إتسول طوام دويش ليه خلق غاز كشوما بيحنا ده شو красавчик что тхожик ты сам третуэр ми кочетес вад адал дистер дуди мелды Да, так, вы присяги, пункт, 10 пункт присяги, Ваялхари. Мы будем противостоять там всем злодейским народам, которые лежат вокруг нас. Такой нормально, кенти хитрдер. Вой лат наш хитрдер, так мой хил деща. Дала нохчи коман маршо езер багал долш. Это сам мауги, хару алар бандош, ваш алар бандош. Ишта зезум тени слуш. أرمسو بالا أوشوش حدا ينقام دو لات نشسا لغدي اللوي قيدول قامنش ديبا أدمش لغدي اللوي قيدول قامنش ديبش خينا دوي دق لقا مدخل لوي ويا حلقة شتا ديل كن خيتمس 9 مليون 8 مليون حلقة شوي دلا إتشو حلق يالخوز وروز بروز سو مدروي هقول لول كولر شارجر ويقول ماير كيجينا بو يخ شابول ساريلا تاق يوم بوشتات ونوخشي قام مودر خاشم شبع شو حلقة ويا شي ازر ادم شبع ازر ادم دولشنا حروي لو кулар قامنش шостка ازر ادم бекидоч. Когда нас было 200 тысяч, их было 40 тысяч. Когда нас стало 150 тысяч, их было там, не знаю, 30 тысяч, 40 тысяч, не больше. Ой, лаглуш, как-никак мы дошли, конечно, до 1,5 миллиона. Но эти люди сейчас не в 6 раз меньше нас, не в 8 раз меньше нас, а где-то в 3 раза, может быть, вот так вот. Так, ой, сегодня установлено в 4. Да, Аллах дал. Саудахил, якам дал, ебаш, ходойлайн. А так, насчет Сунжинского казачьего округа. Чтобы говорить о Сунжинском казачьем округе, когда они там поселились, надо сперва вспомнить, когда они поселились у Назрани. И как они поселились у Назрани, и с помощью кого, и воюя против кого, заключая акты присяги, называя вражескими народами кого. Вот надо это вспомнить. Прочесть элементарно, это акт присяги надо прочесть, потом человек поймет, когда они у Назрани. Потом, когда он с этим разберется, если он с этим разберется, если он найдет, что сказать, тогда можно будет поговорить вот так вот. Но сейчас это рано, потому что они еще первый шаг не сделали. А так, Борт Безишин, Нохчи Оман Юка, Бусолшнаха Юка, Борт Сабезарк, Адам Дац, Яцакруна Хватя Гумаяц. Бусолшнаха Юка, Борт Хилбез. Дала и Борт Цахул, Аянош Нихшолыш. Шугорш дуя, Шупихатинч дуя, Шу 70% цендация, шу ногиш индуя, шу индеич индуя, и камелдеша борт сахул. Борт сахул, хуна один чарлат наш хайюч, хаят бол лат наш леч инчарлат наш ладан чарлат, юхур хокки дикару бош. Иш сахул борт, шун борт хую цахам ятсум. Цаца юш чамбин бол берч дич дазал шлакар, аше бусул вежаш бохин бол борт бюч бац. Милуар митинги да ахетин эзершка нах гонта била беш эзершка тысячами гонта нах больше. Я не хочу, чтобы наши земли отдавали чеченцам больше. Берещия, на той стороне реки у нас никогда не было братьев больше. Канбел нахия. У чеченцев никогда не было духа больше. Зудрие. Зудриячи калнах зуда алем. Хазнеясан чо сила хила моесарях калнах духой царях. Из Калнахия духа не было больше. Хотя дух выявляется не устами женщины на митинге, а делами мужчин в веках. Ишт говорит, мой дух, мой рол дюнал могает из сахатяка. Вот это и умшли, те хало, те хадоги, да духу ног мел до ургол. Юх хопитан дешер холжок делч. Ишт хирдат, шон борт бези, да дюлок анти борт ба. نقشي قوم يك نقشي قوم يقال نقشي قوم يخير زويشر يخير زيه نقشي قوم وشي تلاجقناك تلاجقنال تلات и дел шелхо он шли уж болнабуй шелхо дект шелхо уж болнах лицемер шелх царях терхум шаддит такой вежри хиду вай масума хиду нага сан хуят идати нохчи қом хум хаис швати. Если ты не мечтаешь, чтобы у нас в Грозном плавали лебеди и твой участок с размером 300 тысяч соток простирался до Аргуна,
Если ты знаешь, что такое Нух, если ты знаешь, что такое Нох, если знаешь, что такое Нах, если ты знаешь, когда были на Кавказе чеченцы и когда пришли сюда нагайцы, и толкали момент, что хаи, хоть вышу, цехаи, если ты поддерживаешь этих Абадиев, Кадзоевых, там, кто там еще, этого Бузуртанова, и ты помнишь, что халор, и шнах, я цахотак. Так, солнце кет шунахах. Шун выжрал деза, выжрал хил дез, а не лицемерие. Выжрал цед деза шаш, выжрал йо тида хаха, тида атайш, это ся дадя ледукыз. Но дох, цер выжралых тиша тиша, хуюца хушел, хумшах тиша тиша, ши нохчу чун дош улш. Нохчу чун дош улш, ши его ула и дек ула хайком, он таган мали там дош. И борш ватя, чо борш цахитер ду йохун халха. Хайдейн, борш вац دعسة عشرة هو بورش واتسبوك دوكس يا حيدين يا حيوشين يا حي يورتر سجن دوش أو شتقبل حون يحد يحل تون قمل ديرزي نك تخيط خيلو تون بورش قمل خش عطاش هو ما تخيط تون بورش سجيم يا خيل ناخذ سجيم سم خيل شيء قوم دوغلوس شيء دوزنش ميشا خيل حوز ما دايتي خرج قميلش ساق ما دايتي تا دس قميلش ساق يوتا شي قبعش خنيال شي بيرش ديش تام باتا شي تحينو وانا هر سدن دا خودی شورتی تو زمان چوا نخچی قومن حقوق خرج و عین وشخنا جوب دلریتی تو خودی شورتی هر سوری دا ایشی وری دا دعیتون اخی تر دو عملی دا هرا یعنی لشتو هم شمل ولا شحن تخوت مو تخوت خوش بولش نخی وخرس بشلام قيودة سيجا بشلام شولا خاطر Сунжинский район это поверхностно хахиес сен хург Не, у меня как раз таки вопрос. Сюрядек, хватит конкретно Хударанача. До появления ЦИГА и Хилил, ну, по документам есть разные данные, где говорили, что освобожденные от арстроевцев земли заселялись кем-то. Но по сути они пытаются, сейчас некоторые норнийцы пытаются указать, что якобы после выселения на эти земли заселялись чеченцы Бахсасиги. А смысл какой? Опять же, те люди, которые говорят, что на освободившиеся арстроевские земли заселялись чеченцы, боже, мне интересно. Я говорю чисто гипотетические, исторические вопросы. У чеченцев во время после Кавказской войны, а это уже период после Кавказской войны, потому что депортация или же переселение мухаджиров в Турцию, чтобы не попасть под влияние царской России, Кундухов, Саадулла, Гехинский, когда они переселялись, это 1865-63 годы, в пределах этого. Это уже время, когда закончилась Чеченская война. По всем данным, официальным данным, которые есть, по статистике в Чеченской республике осталось 140 тысяч жителей. В другом случае, говорят по официальным нашим данным, 200-250 тысяч. У меня вопрос к этим дебилам. Как вы считаете, огромная территория Нохчичуэ и осталось 250 тысяч чеченцев. Почему чеченцы пошли именно сели на арстхоевские земли, которые после депортации ушли, они сели на всю плодородную территорию Чечни? Вот насколько нужно быть дебилом? Даже сейчас 1,5 миллиона нас, даже сейчас, не заселяя горные районы, и нам места хватает. Ширковской, даже Наурский район, Вайцеховича, нам бы хватило этот вопрос. Вопрос к дебилам, конченым, чекиндезам и норнийцам. Зачем нации, которые остались после Кавказской войны, 140 или 200 тысяч человек, заселять устья земли, где проживали карабулаки, допустим, что они не наши, допустим, гипотетически, именно Цигебан, Лахсахочка, Нохчишин, Лахалахтаца. Зачем они лезли именно к терским казакам, а там в то время жили казаки, до казачества, хотя там, зачем заселять эти земли? Это же простой логический вопрос. Это простой логический вопрос. Это не скажет, что эти земли прямо плодородные, что там текут молочные реки, что там земля вот прямо чернозем. Нет. Нет. Это не такие земли. Земли, вот нижние части, вот, допустим, где со стороны вот, Гудермес, Центрой, Кечу, они намного плодороднее земли.
и чернозем там много. Зачем туда шли? Зачем поселялись на землю? Что там, копнуть и вылазило золото, что ли? Да нет. И нефти как таковой в то время там не было, и никто не копал ее. Просто-напросто проблем у Новчи с землями не было. И поэтому, по этим же договорам, и ты знаешь, и я знаю, как говорится, защитить военно-грузинскую дорогу от варваров и набегов чеченцев. Военно-грузинская дорога где? И где чеченцы? От нас, защищая, построена крепость Назрань. От нас, защищая, построена крепость Владикавказ. Тогда, если у нас земли были до Тудова, а не до Серноводского или Сунжинского района, речи в то время и нету, что в этих территориях там проживает кто-то. Там не сказано защищать военно-грузинскую дорогу от карабулаков. Нету такого. Там написано защитить военно-грузинскую дорогу от набегов варваров, конкретно указывает неугомонных, вонючих, проклятых чеченцев. Все факты налицо. А сегодня, где находится военно-грузинская дорога и где находится граница с Чечней? И после этого утверждать, что мы у кого-то что-то заняли, отобрали, ну это сверхнесправедливо. Рассказывать, да и честно сказать, шума мадацига у Сайда по ходу с записью, со связью, что-то не вода. Шума мадацига, там можно просто элементарно решить одним способом. Ты говоришь, что твои предки заселились в 1863 году. Ничего не нужно. Вы любите так акцентировать внимание на то, что там все ваши предки. Ты можешь просто привести и показать, где похоронен твой первый предок в 1863 году. Все. Вопрос будет закрыт. Вопрос закрыт. Приведи, покажи. В 1863 году вот здесь похоронен мой прадед. Надо что тебе. Есть элементарные вопросы. А то, что даже сайт говорит про Назрань, про отсутствие и так далее и тому подобное, это вопросы, которые не надо даже нам переживать. Нам переживать за это не нужно. Вы можете зайти. Архивные документы Республики Ингушетия, они выложены на сайте. Посмотрите, кто, когда заселился, в какое время заселился. И все. Мелхи в то время там не были вообще воша. Мелхи считается, что спустились своих исконных земель только на середине 20 века во время депортации. До этого мелхи, что там спускались в этой местности или что в Ингушетии они жили, нету нигде никаких документальных доказательств. То есть они до этого жили у себя там, у нас, Нохчичуа. Они не спускались. Позже уже считается, что расселение и поселились ниже. Вообще официально по документам так. И ситуацию. Я, конечно, обещал, что до 2 что-то я сегодня Саид Хачувянда Ирвистхалович. У него со связью что-то. Со связью, видать. Не надо только говорить, опять сказать, что у меня был ли Байсангур на Гунибе при сдаче плен имама Шамиля. Тамирханов, сложноватый вопрос. Мы считаем, что да, они считают, что нет. Письменных документов, кроме как устного подтверждения, народные предания, они есть. А что касается, кто был рядом с Шамилем, ни один человек не записал, что он там был. Все ли утверждают, да. Но мы вот каждый день по крупинкам собираем информацию и отдаем. Посмотрим, у кого что получится. Сюли и не такое говорили. Сюли утверждали в одно время, что Байсангура вообще не существует. А он оказался, что существует. Сайд, Агур Шундуац. Сайд сейчас во всех смертных грехах обвинит меня, скажет, что это я виноват.
Хагамил. Хотя некоторые там тоже пытаются сказать, что хагаяца, алмадац. Все нормально, будешь. Беш буквой цанюк, ага. Ну, как говорится, ладно. Вожри, на сегодня мы уже прекратим, да, ага, постараемся сделать эфир завтра. Завтра у нас эфирное время. Постараюсь где-то вечером сделать эфир. Алейкум салам. Часов 10-11. Рассчитывайте на это время. Подготавливайте свои вопросы. Заходите в эфир. Масай нахил. Всем огромное спасибо, кто был сегодня в эфире. Всем, кто задонатил, Аллах да садош, донача, вежри. Не забывайте лайкать, оставлять 1-2 комментария, распространяйте наш паблик, распространяйте наш канал, приглашайте максимальное количество людей, чтобы мы могли более эффективно проводить свою работу. Сюгар халхиетер яца ноукум шунде'ня Аллах дях интердолар дюх цанна амна ястегна халхиетер дарачвац. Я пытаюсь констатировать факты, я пытаюсь довести их, я пытаюсь анализировать вместе с вами. Если получается, получается. Если я не прав, я хочу, чтобы вы, показывая свое лицо, сказали, вот здесь ты ошибаешься, Башлам. Возможно, это было по-другому. Конечно же, я попрошу прощения и возьму обратно свои слова, если я не прав. Поэтому не забывайте, мы не оскорбляем нации, мы не оскорбляем людей, которые не трогают нас. И нации это и так, и так. Я лично считаю, что если человек будет оскорблять или делать что-либо против нашего народа, само собой, я не намереваюсь сидеть и не отвечать ему взаимностью. Поэтому жуап лурду, благодаря вам всем. Сайд. Гушу. Я как бы закончил потому что уже на завтра эфир. Завтра чуть пораньше зайди, а то ты заходишь, когда я заканчиваю, и начинаешь говорить, что чему вятня Башлами, хан дайол, трафик дайол, даволо. Да. Башлам, дайла, дина хажруса, цажима мукшу, чхилати аучу валарни сталиса, напкиет самол, шестацум лило, шокчуа юшуш, Коронавирус, лосари, в конце концов. Я знал, что ты этот бациллус тюльпанус подхватишь. Ачуцачун яца, башлам, задел там алвалер гаэлвелисо, дала аддикция, ария канистереса, и барканбол, ждал, дикан спиртом мыл вистралит. Ну, заходи завтра с тобой, продолжим некоторые вопросы, которые... И да, я тебя перебиваю для того, или перебиваю, или останавливаю, чтобы ты точно так же поступал во время нашего общения. Мы не дятлы, чтобы сидеть, ты сказал, я согласился, я сказал, ты согласился. Нет, если ты видишь где-то какую-то информацию, которая есть у тебя, там, допустим, дополняющие, или видишь какую-то другую сторону, дополни, социально, да, Башлам, хара-хара-дон, фига, живой должен быть диалог с ней. Это, мы не можем быть такими, как Бузуртанов, Абадиев и так далее. Когда один что-то сказал, остальные все, как эти, баран на новые ворота, соглашаются со всем. Нет. Живая дискуссия подразумевает под собой. Ты сказал, я сказал, ищем, проводим анализ, аналитику, логику подключаем, исторический процесс подключаем. Вот для чего все это нужно. Он эфире важно подключиться. Не болей. Завтра приходи в эфир, если будешь здоров, будешь, подключайся. Давай, братишка. Не болей. Алейкум салам. Так, и, как говорится, я поблагодарил или нет, не знаю. Да, сайол, донат, мяля, этичун. Да, дух, да, дуэл.
Да, ага, благодаря вашим донатам сегодня, завтра, возможно, у нас эфир будет чуть дольше, чем сегодня. Возможно. А так я постараюсь уже сокращать время эфира. Кому интересно, будут укладываться в час-два, и я постараюсь без лишнего разглагольства проводить только по тематике. Всем огромное спасибо. Вопросы свои пишите в директ. Я постараюсь ответить. Аллах дар аттубэл. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бюстав дейхалево.